uyushmaning yetakchisi, ular da bizning regional avtonomiyada представитель ham торгово-экономических представителей Республики Татарстан, Саратовской области. Шуанкара Камиль Алимович Аблязов. Üçüncü, Abdülhakim Sattar Cumhurla Garifoviç, o bizim Tümen şehrinden neftinay kompaniya Евротип Oil hem bizim Tümen ülkesindeki kongresinin председателі, hem şu vakitte bütün dünya Tatar şmekerlerinin yardım etip asosiyasyasında председателі. Rahmetiniz, Abdülhakim Garifoviç. Menin de Urazayev Fadil Yaskariç bulan bütün dünya Tatar kongresinde işleyim, siz benim barınızda bilesiniz. Şapırılgan kulaklarımız Хусайнов Алмаш Шаукатович, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан, заместитель Шулайк Хабибов Ришат Рашитович, заместитель министра сельскохозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Bizning baramizda bugun Шулай Тиеш Иванов Сергей Евгеньевич, u bug'valik kelib жетер, u туриндустрия bo'yicha. Ham Abdurahmanov Aydar Ildarovich, первый заместитель генерального директора корпорации «Экспорт Республики Татарстан». Татарстанның bütün bu bizim moderatorlar. Bizim temalarımız. Biz bugün 7 temaga paylaşamiz. 7 tema. İhtibarlı bo'lamiz, zinhar uchun. Bu temalar birisidan birisi qarshi kelmaydi. Bu temalar bitimizda birisi tullandiradi. Они все дополняют эти темы друг друга. Они формируют целостность. В конце нашего мероприятия мы должны видеть целостную информацию. Первая тема, естественно, меценатство и благотворительность. У татар меценатство и благотворительность исторически всегда было на первом месте. Оказать ближнему, соседу, товарищу, сородичу взаимопомощь. И поэтому эту тему мы сегодня досконально рассмотрим. Сергей Евгеньевич Кирджитте, но это мне был урында Булинам. Сергей Евгеньевичның бүгін туған күні, у него сегодня день рождения, он себе вопрос. Значит, вторая тема. IT-технологии. У нас есть молодые ребята, есть Министерство образования, которое этим вопросом занимается. Эту тему мы тоже сегодня постараемся раскрыть, потому что тема очень интересная. Также у нас сформировалось общество краеведов, татар, который изучает историю края, татарских сел и так далее. Но его руководителем является один из крупных предпринимателей среди татар, Абляз Камиль Алимович. Почему именно предприниматель, вы поймете в ходе обсуждения этого вопроса. История татарских сел — это не только история, но это и социально-экономическое будущее наших сел. Поэтому мы, наверное, эту тему тоже раскроем. Также у нас есть пункт туриндустрии. Об этом мы много говорили. Сегодня по поручению президента Республики Татарстан разработан проект, международный проект «Татар-тур». Здесь очень много представителей, туроператоры, которые занимаются в этой отрасли. Мы должны все свои работы в дальнейшем через культуру, через историю, через краеведение систематизировать через туриндустрию. Также сегодня мы будем говорить о торговой деятельности, экспорт, импорт, продвижение продуктов Республики Татарстан. Об этом. И также у нас здесь есть банковская система Акбарсбанк. Значит, в том году мы подписывали по поручению президента соглашение между Акбарсбанк и Всемирной ассоциацией о сотрудничестве. Те предприниматели татары, которые оказывают содействие в регионах татарским культурным общинам, при открытии расчетного счета в Акбарсбанке, они имеют льготные условия для обслуживания. Поэтому эту тему, наверное, мы дополнительно раскроем, потому что есть у них услуги. Татарстан интересный регион, и мы тоже предоставим слово. Benim de Tatarça kuşam yarıyma. Вроде Rusça bilgenliği kuşaktımın değil mi? Her Tatarça kuşum çünkü şulay girenmesek nasıl bilmesek kim yaratır? Татарское предпринимательство и благотворительность. Татар шмекерлери bizning Россияда революция kadar бик күп булганнар. Hem milletimizin bütün образование системасы, bütün turmuşu şu tatar işmekerleri yardımı bilen bargan. Alar 50 milyonga dana kitap bastırıp çıkarışlarda, 50 milyon dana kitap bastırıp çıkarışlarda.
Alar bizning maktablarni, madrasalarni solduruvchilarda, alar masjidlar tuzituvchilarda, alar biznes ülkesinde bir-birisi bilan bağlanışda turib, bütün Rossiya, Yevropa illari bilan masala aytuvchilar bo'lgan. Shunga ko'ra tatar mesenatlar turida bizning har vaqtda aytilib keladi, yozilib keladi. Ammo lekin shunisi quvonchli. Bugun da bizning aqliy shaxslarimiz Allohga shukr bor. Ham Allohga shukr bizning iganachilik благотворительный fondlarimiz uyushib keladi regionlarda. Ular bik ko'rkanlar, ular bik tugallar, ular bik keraklilar bizning millatimizga. Shunga ko'ra biz aning bugun ikisini sizga ochib beramiz. İki темы. Birisi atalarning bizda yetim bala yo'q. У нас нет детей сирот. Есть такой благотворительный фонд Тюменской области. Значит, руководство и представители этого фонда здесь. Эта тема у нас уже в течение 5 лет в Тюменской области плодотворно работает. Но мы хотим, чтобы эта тема раскрылась по всей России и в местах компактного проживания татар. Это сегодня сверхактуальная тема. У нас нет детей-сирот. В самом деле у татар до революции не было детей-сирот, не было детских домов, не было дом престарелых. Эти традиции нам уже верны. Ну и второй вопрос. Значит, у нас соплеменники, наверное, тоже есть здесь из Крыма. Мы с ними тесно сотрудничаем. Между Всемирной ассоциацией содействия татарских предпринимателей и ассоциацией предпринимателей Крыма и Севастополя было в свое время подписано соглашение. В том году мы провели там первый Бахчисарайский GM в Крыму. Значит, было ими также разработан проект Татар-Тур, но самое главное, наши взаимоотношения сегодня происходят и в другой сфере. Значит, уважаемый Владимир Григорьевич, на сегодняшний день, значит, у них есть фонд, Международный фонд единения татар. Значит, основная тема этого фонда, значит, благотворительность, где раскрываются герои татарской национальности, устанавливаются памятники, проводятся конференции, снимаются художественные фильмы и так далее, и так далее. Эта тема сегодня тоже сверхактуальная. И поэтому мы свою деятельность предпринимателей татар начнем с темы благотворительности. Почему я об этом много говорю, остальные темы я покороче буду, а вот эту тему мы должны раскрыть. И поэтому еще у нас вот уважаемый среди нас Ренат Ибрагимович. Ренат Ибрагимович. Аны күпләр беләләр җырчы буларак кына. Ул безнең и меценат та, и бизнесмен да, и безнең милләтебезнең бик милли парвар кешесе, патриот своего народа. Детский эшен чыкты. А я бер-ике сүз әйтәм ди, сразу башлыйбыз аны. Бер-ике сүз белән. Мен был я что? Мен юбилейга каршы ел әзерләдем продукт. Отключен, да? Готовил продукт в виде аудиокниги и книги печатные. Я написал книгу сам, потом сделал аудиовариант. И был аудиовариант, тут около самых произведений, разных периодов моего творчества. Вот, и я решил, вот, как я присутствую на собрании меценатов, сделать первый жест мецената каждому делегату. Я подарил, только надо говорить, как это сделать, практически комплект, который будет входить аудиокнига продолжительностью на 14 часов звучания. Можно поставить в машине, тут 3 диска, и 14 часов можно ехать в машине из города большого, там, из Москвы, погнали дальше и слушать здесь мои рассказы и мои записи. И печатную книгу. Это вот как бы я подаю пример, меценатом я оправдываю. И хочу сказать слово благодарности моему другу Нурлану Сатарову, вот здесь, который мне помог издать эти книжки. Он тоже выступает в этом плане, как и меценат, он постоянно принимает участие в разных мероприятиях, помогает многим. Спортом помогает спорту, артистам помогает. То есть это пример тоже мецената. Вам всем желаю, что этот съезд, этот конгресс татар как бы открыл новую страницу, потому что фактически я так немножко слышал, наблюдал этим собранием татар, где встречается все мира,
принципе, он такой, как бы был, больше был такой формально праздничный. То есть люди приезжали, собирались, общались, получали удовольствие, разъезжались. Хотелось бы, чтобы с этого года этот форум начал активно работать и решать многие проблемы, которые в разных областях жизни у нас у всех есть, у татар и в основном по России. Удачи всем, Ахмед. Я пока айпэдлерничек сейчас организовать, потому что там багаж тяжелый, несколько сот килограмм есть. Надо организовать все это. Renaat efendi sizga har vaqtda aktiv bo'lganingiz uchun bek zo'r rahmat. Kelajakda zo'r urinishlar tilaymiz. Sog'lik, salomatlik, uzun umrlar. Rahmat. Uşaqlar endi biz o'zimizning ishimizni boshlab jibarganda shundayroq formatda ishlaydik. Biz bitta Tataristonga Qozonga yildik. Biz Tataristonga Qozonga yildik. Ish formatimizni shulayda. Bizning bunda приветственное выступление слова Аблязов Камиль Алимович, Сумараб Кидры, Хусайнов Алмаз Шавкатович Хабирабес, он безнен Министерство промышленности Республики Татарстан за министр. Birlikten var gazlarda, hürmetli kardeşler, hürmetli işbaşılar, anlaşıcılar. Sizni Tataristan Sanagat hem Savda Ministrliği isminden selamlarga rıhsat etiniz. Şitte yaşavşı vatandaşlar bilen elintelerini nığırtu Respublikanın abroyun üstürüge yerlemedi. Tataristan şitte yaşavşı tatarlar uğuşlu işmekarlık alıp baralar. Hem alarının kubisi Tatar medeniyatına yerdemiydi. Bugünkü günde Respublika şit iller hem Россия tübekleri bilen işlikli hizmet tişlikini üstürer. Vizitler vaktinde biz daimi rəvişte Respublikanın işlikli partnerlarına investiya hem sanagat potansialı bilen tanıştırarız. Respublika yetekçileri hizmetleşlerini kıymetine ayrıca ihtibar verir. Aytik 2016 yıl neticeleri boyunca Respublikanın dışkı savda aylanışı 12 milyar dolarga gitti. Respublikanın 2017 yılının Ağustos'una Россия Federasyonasının 72 ülkesi bilen kilişler var. 2016 yılda çift iller bilen ministerlik patnaşında hizmetleşlik итү турында 30'dan artık dokument imzalandı. Respublika предприятиелерinin продукциялары Россия hem çift illerde de bilgili. Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Minnihanov eklemesi boyunca ministerlik tarafından senavi kursgerme portal bulduruldu. Made in Tatarstan, Tatarstanda yasalgan. Portalının maksadı потенциал клиентларны республика предприятиеләрен белән таныштыру. Шулай ук үзебезнең предприятиеләр тарафыннан җитештерелгән продукцияне тышкы базарларга чыгару. Анда нефть табу һәм нефть эшкәртү, автомобиль, химия, авиасәнәгать, авыл хуҗалыгы, карап төзү бүлекләре бар. Аларның һәрберсе статистик мәгълүмат белән күрсәтелгән. Портал бүгінгі күнде 2 тілде эшли. Ул рус һәм инглиз телендә. Тагын без аны 8 телгә ала берсә тәрҗемә итәчәкбез. Хәзерге вакытта порталда 77 компания тәкъдим ителгән. Портал мобиль җайланмалар өчен көйләнгән. Ул заманча дизайн һәм аңлаешлы булу белән аерылып тора. Сезгә эшчәнлегегезгә әлеге порталны кулланырга тәкъдим итәбез. Шулай ук сезне иртәгә Татарстан Республикасы инвестиция үсеше агентлыгы тарафыннан оештырылган күргәзмәгә чакырабыз. Күргәзмәдә республиканың предприятиеләре һәм оешмалары продукцияләрен тәкъдим итәчәкләр. Бүгенге очрашу татарларның Татарстан белән элемтәләрен ныгытырга ярдәм итүенә ышанып калабыз. Сезгә нәтиҗәле хезмәт һәм уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Безнең министерство аркылы күп
informatsiya, ko'p ma'lumot, shunga ko'ra elkalarni kuchaytirishga kerak, turdan-to'g'ri chiqib, portallar orqali, yangi texnologiyalar orqali ishlarga o'rganishga kerak. Bizning shulay orabizda Habibov Rishad Rashidovich, endi Avul xo'jaligi ministrlarining o'rinbosari, bizning Tataristonda avul xo'jaligi Xorvatiyada oldin bulardan bo'ldi, ham Allohga shukr, bugungi kunda da shu yo'nalishda zo'r ishlar bor. U qisqacha masalamlar ketsin bizni. Bizning endi Tatar xalqi, Tatar turmushin avulsiz, avul xo'jaligidan boshqa ko'z oldina keltirish mumkin tugul. Men chin qo'ygan shu motor yerlarda xizmat etuvchi, tirishib, kunga yolg'on qishlovchi butun ishchilarimiz, ishchilarimiz ismidan, avul xo'jaligi spesialistlar ismidan, ham shaxsan o'zimizning avul xo'jaligi ministri Maradotovich Ahmedov ismidan sizni kongressda qatnashuvchilarni qaynar salomlayman. Sizning ishingizga o'ng'ishliklar tilayman, motor ettirib kongressni o'tkazib sizlarga, bizga barizga layassin. Bizga rahmat bilganingiz uchun. Aytganim şeyinde bizning ishdan bir xalq bizning Tatar xalqining avulda yashaydi. 918 ming xalq bizning bugungi kunda avul serviklarida beylangan. Ham shunda yetishtirilgan produksiya bugungi kunda bizni mumkinlik beradi. Avul turmushining sotsial yapdan da, iqtisodiy yapdan da ham milliy Grogadlarında saqlauga yöneltilib turmushni olib boradi. Biz yetishtirgan produksiyaning ko'lami barligi ul былтыргысы yilda 238 milliard tashkil etgan bo'lsa, onun yartısı kişileşmekarlık bizning olib boradi. O endi bizning fermerlarimiz, shaxsiy xo'jaliklarimiz aytiriga kerak, yildan yil bizning so'nggi mana vaqtda, so'nggi 10 yil ichida avulda xalqni sonun kemirtü derecesine biz girişe aldık. Çünkü bilip turasız her bir yerlikte avuldan kişi kite, avuldan kişi kitkeçtin bizim bütün işlerimiz alar indi yurtga çıkalar. Biz aytamiz mana yıl sayın Sözülüş Ministri yoki Yo'l xo'jaligi ministri chiqish jasaganda aytdi, biz mana shuni tuzdik, u aytamiz endi pamyatnik gibi mangilikka qola. Avul xo'jaligi kishisine yıl sayın yana baştan ishlari kerak. Biz yıl sayın yana baştan şeşemiz, yana baştan onu jiyib olamiz, birlikte üstüremiz şuna bitindi. Biz yıl sayın mana batırlık işleyen gibi yıl faslına qarab, ham tabiatning mümkünliklerine qarab işlaymiz. Allah'a şükür bu yılgısı yılına şunda yağmurlu yıl buldu, umaşlı yıl bugüne biz bugünkü günü 2 Ağustos'ta kongres işi başlanan gününe Allah'a Teala'ya rahmet ettik, anardan rizalığını sorap, uyup jüyüşlerine kiriştik. Hem indi biz kütemiz bu yılgısı yılına rekordlu umaşlı jiyip alırga, hem halkımızını şu umuş bilen uandırırga. Barımızga da motor ettirip, üst günü umaşlı jiyip alırga, nasıl kalan bir uçraşıp uandırga, nasıl bulsun gibi dilemken atalası kile. Anın için mümkünlüklerimiz var. Prezidentin bulgan yardımı, avul xo'jaligine kiritgan ulushi davlatimizning, hukumatimizning büyük zor. Biz 22 milyardga yaqin davlat yordamini avul xo'jaligine beramiz. Bu büyük zor ko'rsatkich. Ham endi shuning ko'p ulushi ishmakarlikka ketadi. Buning uchun bizning avulda mal tuturga tilashchi kishilar bevosita shular endi sigir bitib bora, mug'azir bitib bora, shuni bitirmaslik uchun, orttirish uchun bir ko'p programmalar ishlaydi. 36 programma respublikada ishlab borsa, avul xo'jaligida shuning 22 programmasi konkret avul xo'jaligine yo'naltirilgan. O endi yo'l tuzuv, suv kirituv, desantlar, fatlar tuzuv, boshqa lekin bizning Tataristonimizda hal etilgan. 100% gaz kiritilgan bütün avullarga da, her bir avulga asfalt yo'l kiritilgan. Bugungi kunda avullarda feldsherlik punktlari tuzilib keladi, yanartilib keladi. Bugungi kunda desantlar, klublar, avul klublari tuzuv programmalari, ular bütün ustida şu xalqning guruh davlatini saqlovga yo'naltirilgan. Lekin avulda kishi bo'lmayotgan, xalq bo'lmayotgan, bolalar topilmayotgan avulning endi kelajagi bek kichkina. Biz buna bütün programmalarni aytamiz, benim dokladim hazırlanganini zo'r, men uni kongressga topshiraman. Har bir kelgan kishiga biz taratorlik mumkinligimiz bor, kayfiyatimiz bor. Biz endi uni yo'naltirib bizning bu yilgi aytib ketam, Karakush rayonidan
28'inde mal sanu kimimi kirisince arttı yönelişi gözetile başladı. Bu biz halk iş bilen şüphelerini üzerinin anda mümkünlüklerin valla tabırgada mal asırap tüm türlüge bütün şehirler güzellik taşıyan bir bütünüz. Onun için ben sizge diler edeyim bu tecrübeni ortaklaşırken biz şakırsanız her bir sürekli vararız, ortaklaşarız. Sizin işinizge her vakitte de yerden iterge biz her vakitte hazır. Muşluklar dilerim sizge. Я и говорил Сергей Евгеньевич Иванов, у него сегодня день рождения, но он обещал нам, что весь татарский мир через ту индустрию свяжет с Татарстаном. И поэтому ему приветственно слово. Hörmətli qonaqlar, kollegalar, Михаил татар тілінде сөйлесерге öğrendim только, поэтому прошу прощения. На самом деле очень важно, что такие события проходят, и они, безусловно, объединяют большое количество людей во многих странах мира, во многих регионах Российской Федерации. И, конечно, для нас очень важно, чтобы это были не случайные, точнее, не, скажем, встречи раз в год или на какой-то деловой основе, а чтобы это был искренний интерес к посещению тех мест, которые сейчас есть в Татарстане, которые развиваются в Татарстане, которые становятся с каждым днем все лучше, красивее, и появляется хорошая инфраструктура. Поэтому вот цель сегодняшнего нашего заседания в том числе и в том, чтобы ответить на вопрос, а что может стать драйвером развития туристического интереса среди общин, которые находятся практически во всех уголках мира, для того, чтобы люди захотели приезжать сюда с друзьями, с детьми, с теми людьми, с которыми они живут рядом, и для них это было интересно, доступно, познавательно, и чтобы количество таких людей, количество гостей, количество наших земляков с каждым годом увеличилось все больше и больше. В прошлом году и в этом году мы провели определенную работу вместе с Конгрессом татар по созданию туристических продуктов, туристических пакетов для представителей общин и запустили их в работу. Но, скажу честно, пока мы не достигли того результата, который перед собой ставили. Мы не достигли той задачи. То есть объективно мы на сегодняшний день увидели, что интерес к тем, по крайней мере, созданным продуктам, он не очень высокий. Поэтому хотелось бы разобраться, в чем здесь вопрос. То ли это с точки зрения контента не соответствует, то ли это не соответствует с точки зрения ценовой политики, то ли это в целом не соответствует по идеологии. Поэтому сегодня прошу тех, кто имеет мнение, кто имеет мысли на этот счет, высказываться, говорить откровенно, честно, для того, чтобы мы могли на основании ваших комментариев, вашего мнения принять соответствующие корректировки, провести, доработать то, что мы делаем, для того, чтобы этот проект реализовать. А так я желаю всем участникам съезда, всем участникам Конгресса успехов, новых контактов, новых проектов и здоровья и благополучия. Спасибо. Как мы с вами договорились, в самом деле мы, Аллах Берся, через Туридострои свяжем все татарские общины с Республикой Татарстан вот и навсегда. Аллах Берся. Значит, приветственное вступление мы завершили. Значит, первая тема у нас меценатство и благотворительность. Нурлыгы Рифулыч Саттар файта, без татарлар кайдарна yaşasak da bir milletти. Biz tatarlar bir bütündür. Hem şuna göre ol bu yönelişte özünün işçiliginde biznesten tuş благотворительность olarak çok gene güç tutar. Bigirek de Kırım'da yaşayan milletleşlerimiz bilen yapılmış. Şuna göre bugün bir projektimiz var. Улатала Руся об увековечении памяти героев России Алима Абдульманова и Ибрагима Аганина. Bu bizim Tatar milletinden kişiler soğuş vaktinde büyük zor batırıklar gösterdi. Şu vekillerimiz Nurullah Garifullah Çimnalar turunda Kudosli film şu boyunca şambara. Şu an kore Nurullah Garifullah sözüne birimiz. Zinhar için kıskaşana bizden şu proyekt bilen tanıştık gitsek zilgin kişilik bizler. Yakın
İseniz Yusuf, Tamaslar, Teşler, Birgeçliyiz. Min Татарстан'a келгенше, aslında ana tugulini, mende de bir Tatarша yaratan şeşege. Ну, bizning Kırımdağına teş narечий var, Tatarlarına. Bir narечий, bir сынауна. Но когда bizga aytadilar, что bu там Tatarlar, men там yo'q, biz bir Tatarlar. Bizning narечий, диалект бар, бутен. Очень брат sizga общий селим, потому что бар Татарлар başları anlamıyor брат на Казан диалекті. Шуның үшін мен обучаем sizga, и вот как раз говоря об этой ситуации, о меценате, мы говорим об инвестициях. Нету инвестиций, нету бизнеса, нету меценатства. Многие думают, что просто так Татарстан должен помогать. К сожалению, очень долго ждут, 25 лет ждут, что придет Татарстан и придет им принесет бизнес. Мы гордимся тем, что сделал Татарстан здесь, в Республике Татарстане. Очень много сделал, да. Но за пределами Татарстана инвестиций Татарстана очень мало. Есть бизнесмены, которые очень много помогают, очень много меценатства. Вот здесь в Тюмени Ренат Насыров, который очень много помогает, он даже готов в Татарстан вкладывать. Но не всегда получается. Есть те рычаги, которые вот сейчас заместители министра указали, которые не могут повлиять на те или иные вещи, потому что Татарстан, корпорация Татарстан еще не имеет договорных отношений с корпорациями бизнеса во многих регионах татар. Этого нет, к сожалению. Все разрознено, но мы, татары, должны быть едины. Едины в своих мнениях, едины в бизнесе, и мы должны друг другу помогать. Не будет этой помощи и не будет ничего. Мы будем каждый идти по отдельности, отдельной дорогой, вот сюда приезжать, раз в 5 лет, пить чай и уезжать. Сколько вот Камиля слышу, да, Камиль говорит, последний раз приезжай, последний раз. Но у нас душа татарская, мы не можем не приехать с ним. Мы даже на самолет один попадаем, не договариваясь. Поэтому здесь мы должны, наверное, сделать объединительную тему сделать, создать свой международный фонд единения татар. Куда мы все образом должны вкладываться для того, чтобы стать меценатами. Меценатство это от души. То есть у тебя, никто не говорит, что ты вложи туда. Все направляют там по телефону деньги на то, что должно финансировать государство. На те вещи, которые, многие даже эти мошеннические вещи. А вот на те вещи, которые меценатства татар, да, касается, это поднятие в дорожане, на эти вещи, к сожалению, многие татары не обращают внимания. Без этого не будет ни бизнеса, ни инвестиций. Потому что от души мы сами должны сталкиваться на той позиции, что мы помогаем друг другу, помогаем детям, которые остались без родителей, помогаем покупать им дома, помогаем содержать этих детей. Потому что у нас детдома, вот как в Тюменской области, с вами рассказываю, представитель Тюменской области, у нас нет детей, которые в детдомах. Они уже их берут родственники. У нас хорошая традиция татар, что у нас забирают родственники, у нас не сдают детдома. Поэтому, опять же, мы приходим к тому, это меценатство, это помощь друг другу. И когда мы говорим о том, что давайте развивать патриотизм, а через что идет патриотизм, вспомните, в советское время мы с вами все воспитывались на чем? На советских фильмах, героических подвигах, тех или иных людей, которые были во многом художественный вымысел и так далее. Но вы видели хоть один фильм про татарина? Героический поступок, который совершил? Нет. После воссоединения Крыма Владимир Владимирович первым делом издал указ о присоединении Героя России Алиме Абдонановой. На самом деле, изучая судьбу, это великая разведчица. Хотя, я почему великая говорю, потому что, несмотря на свою молодость, она совершила подвиг.
один из самых таких, она создала из всей своей семьи, создала разведцентр. Она была разведчиком главного разведуправления. Но когда ее попросили установить связь с представителем армейской разведки, который выбрался из Донецка, с Ибрагимом Маганиным, которого она не знала даже, что это татарин, она не задумываясь, хотя это было против конспирации, она не задумываясь, это сделала. Когда она попала в руки гестаповцев, где Ибрагим Аганин работал, она ни слова не проронила, не обмолвилась, ни знаком, ничем не подала. Она сказала ему: делай свое дело, я буду делать свое дело. Вот мы должны сами все вместе снять этот фильм художественный и показать всем татарам во всем мире. При поддержке Татарстана, без поддержки Татарстана. Ну, конечно, было бы здорово с поддержкой Татарстана. Поэтому я встречался с Митием Шариповичем, разговаривал очень долго. Он говорит: как скажет президент. Вот поэтому я хочу, чтобы мы все с вами обратились к президенту Республики Татарстан, который документальный фильм, да, он помог сделать. Но хотелось бы, чтобы мы все вместе, все татары, единые татары, поучаствовали в создании этого фильма. Мы со своей стороны, бизнес, да, сейчас вот, ну, сейчас я там, мы делаем сценарий. Сценарий стоит денег, мы это возьмем на себя. Но создание фильма нужны будут деньги, хорошие деньги, которые мы должны все вместе сами сделать. Чтобы мы показали, что как героически, это один из эпизодов, как героически во время Великой Отечественной войны сражался татарский народ. Поэтому мы показали ту слабость тех людей, которые в один ряд в 90-е годы в лице Горбачева поставили татарский народ в один ряд с бендерцами, где они реабилитировали человека, который предала Алиму Абдананову, и реабилитировали татарский народ. Так нельзя делать. Мы должны это показать. Показать это, рассказать в своем фильме. Если мы этого не будем делать, будем молчать, никто этого не сделает. Только мы сами, единые татары, это сделаем. И тогда, когда мы с вами будем вкладывать в меценатство, она и бизнес пойдет, и инвестиции пойдут в те регионы, которые есть. Мы будем за счет этого, мы с вами друг с другом познакомимся и где-то будем друг другу помогать. Как мы это уже делаем. Изурахман. Нурулла Гарифович ул безнең төмәннән, менә бүген Казанда, әле кичә генә ул Кырымда иде. Ул һәрвакытта да шушы Кырым, Казан, Төмән юлларын бәйләп тора. Нәрсәсе ул Кырым, нәрсәсе ул Казан, нәрсәсе ул Төмән. Ул безнең татар дәүләтчелекләре булган җирләребез, тарихларыбыз. Ул тарихны зурдан торгызган. Тагы бер юнәлешкә мөрәҗәгать итәм. Безнең Төмән өлкәсендә Төмән татарлары конгрессы эшләп килә. Аның ярдәме белән берлектә заманында бездә бер ятим бала юк. У нас детей-сирот дигән благотворительный фонд оешкан иде. Бу чыннан да уникаль проект. Уникаль проект. Бу безнең милләтебезнең иң асыл әйберен электр булган проект. Иң асыл. Балаларыбызны бер кемгә дә бирмәс. Балаларыбызны үзебез тәрбияләргә. Тормышта төрле хәлләр була. Әмма ләкин авыл чакларда бер-беребезгә ярдәмләшеп яшәргә һәм бу Төмән өлкәсендә бара торган реаль проект. Аның җитәкчесе бүген безнең арада Мөнирә Сиражетдин кызы Хуснуддинова. Мен Мира ханымга сүз бирәсем килә. Рәхмәт итегез. Ассаламу алейкум. Яхшымы Татарстан? Исәнмесез, хөрмәтле делегатлар, хөрмәтле президиум. Себер илебездән килеп, Төмән өлкә татар конгрессы белән 10 ел элек оештырылган бездә ятим бала юк дигән проект эшен күрсәтү безнең өчен дә зур шатлык һәм горурлык. Төмән шәһәрендә 20 ел элек зур мероприятиялар үткәрелгән вакытта безнең рус милләттәшләребез татар халкыбыз белән горурланып менә мондый сүзләр әйткәннәре бар. Татары никогда не оставляют своих осиротевших детей в детских домах и приютах. Они никогда не оставляют своих престарелых родителей в домах для престарелых дип. Дөрес, татар халкыбыз һәрвакыт үзенең тәртиплелеге белән горур булган һәм үз гаиләләрдә балага иң беренчедән рәхимлелек
сеңдерү тәртибен кайгыртканнар. Рәхимле баланың бәхете алдында, рәхимсез кешенең тез башында дип әйткәннәр. Димәк, турып китү белән тез башыннан рәхимсез кеше үз бәхетен сатсып, түгеп, юкка чыгаруны аңлата бу мәкаль. 2014 елда мине Попечительләр советына председатель итеп сайлаган елда мин Төмән шәһәрендә татар балалар вакытлыча гына яшәп торган социаль реабилитация центрында мин 5 яшьлек татар баланы күрдем. Күзләре нурлы, йөзләре татар баласы, үзе сау, сәламәт, әткәсе дә бар, әнкәсе дә бар. Аерылышып киткәннәр. Һәм әнкәсе бер генә күренеп китә икән дә, ярты еллап бу әнкәне таба да алмыйлар. Әйтеп карагызчы. Кайтан сыккан безнең татар халкыбызда андай күпкә тиңле кешеләр. Әнә андыйны булдырмас өчен без шәһәребездә хакимият оешмалары белән бергә эш алып барабыз. Һәм безнең өлкәбездә булган балалар йортларын Барки дигән Төмән шәһәрендә, Тубыл шәһәрендә социаль реабилитация центрларын үзәкләрен без һәр вакытта анда барып, хәлләрен белеп, аларга һәр вакыт бүләкләр хәзерләп торабыз. Аларны үзебезнең конгрессыбыз белән дә зур-зур оештырылган мероприятиеларыбызга катнаштырабыз. Аларга төрле уен, концертлар күрсәтергә тырышабыз. Һәм яңа ел бәйрәмнәренә, һәм чыгарылыш кичәләренә һәр вакытта без бүләкләр әзерләп торабыз. Попечительләр советыбызда безнеке 9 кеше эшли. Һәм аларның арасында горурлы кешеләребез бар. Ул Ринат Хамзи, улы Насыров. Безнең конгрессыбызның башкарма комитеты җитәкчесе. Ул безнең өчен таянычыбызда, ул спонсорбызда, ул безгә киңәш бирүче, шундый талантлы организатор. Һәм икенче кешебез Валима Сагит кызы Ташкалова. Ул күренекле шәхес, аның автобиографиясы бик бай. Тик шунысын әйтәсем килә. 25 елдан ары ул үз теләге белән менә бу балалар йортларына барып, һәр вакытта аларның күңелләрен күреп, аларга бүләкләр әзерләп, аларны төрле мәдәни үзәкләренә йөртеп, чараларга йөртеп, һәм балалар аны бик яраталар. Хәтта аңа патронат ана дип исем кушып куйганнар. Üçüncü kişimiz безнеке бар. Ул Фарид Хафиз улы Хакимов. Ул Төмән өлкәсендә бүтән зур концертларны оештыручы. Татарстаннан, Башкортстаннан килгән йолдыз артистларының концертларына бик күп халык җыела һәм әнә ул концертлар алдында 5 минут вакыт. Шул вакытта ул безнең фондыбыз турында информация биреп, безнең проблемаларыбызны һәм нинди балаларга булышырга кирәклеген, һәм нинди гаиләләргә булышырга кирәклеген ул менә шул информацияны биреп торучы. Һәм менә соңгы еллар 2014 елдан башлап Попечительләр советы эше аномаль хәлләргә тупланылды. Үткән елларда су ташулар белән су басып авылларны алды. Күп гаиләләр кыйналдылар, авырлык күрделәр. Һәм менә янгын нәтиҗәсендә күп балалы гаиләләр шундый зыян күрделәр. Хәтта үлем нәтиҗәсендә ятим калган балалар булды. Әнә без андый гаиләләргә шул елларда 10 гаиләгә булыштык. Ул Яркау районында Башировларның йортлары янып китте. Ул вакытта аталары әнкәләрен һәм 3 баланы коткарып өлгерә. Һәм 4нче кызын алып чыгам дигән вакытта янгын түбә ишелеп төшеп, аталы кызлы хәлак булалар.
Һәм Акъяр дигән авылда, Ихсановларның гаиләсендә, ул янгында 4 кеше янып китә. Һәм бер генә кыз коткарылып кала, ул ятим кала. Тагы да бер пример. Талмыхан дигән авылда 7 балалы гаиләнең бер нәрсәсе дә калмый. Һәм ул гаиләдә 5 яшьлек сабый кыз 2 үзенең энекәшен ут чарнап алган өйдән җитәкләп алып чыга. Һәм аларның шул ук елда 8нче бала туа. Әнә ул примерлар минем йөрәгемдә. Һәм тагы да бер генә примерны әйтеп күрсәтәм. Ул менә Лайтамак дигән Заболотье як авылда бер апа үзенең ятим калган оныгын тәрбияли. Аларның өйләре искергән, Лайтамакка бик начар юллар юк. Кыш вакытны гына, җәй вакытны, яз вакытны судан гына яисә самолет белән генә очырга була. Әнә алар әйтәләр, без кыш вакытны юрган астында өшибез диләр. Әнә ул хәлләрне белеп, мин алар белән бергә өшим. Һәм менә бер примерны әйтәм. Күптә генә түгел безгә хат килде. Ул Изил Фазыловның гаиләсеннән безгә хат килде. Ул бер үзе инвалид кеше, тәрбияли 3 баланы. Аларның да яклары искергән һәм балаларга Лайтамак авылында интернатта яшәп укырга туры килә. Инвалид кеше булганга аңа бик кыен та. Балаларга барып анда балаларны күрергә дә кыен. Һәм аларны контроль кылырга кирәк. Әнә ул аның хәленнән килми. Зинахар, хәлегез булса, булышыгыз әле безгә Тубыл шәһәре янында өй алырга. Безнең 400 мең акчабыз җитми дип, безгә сорау кагаз җибәрделәр. Әйе, без бу хәлне интернетта, үзебезнең конгресс сайтында, газетада һәм үзара хәл иттек. Һәм шунысын әйтәсем килә. Конгрессыбызның бездә 2,5 мең кеше ясалган. Әйе. Һәр беребез 100 сум гына салган булсак, бу балаларга. Шул вакытта без ул 400 мең акчаны тиз генә җыеп алган булыр идек. Безнеке 2 айда җыелды халыктан 20 мең сум акча. Аларга рәхмәт, конечно, әйе. Һәм башка тупланды бу акча. Безнең әнә шул предпринимательләр бездән. Аларга мең рәхмәтләремне әйтәм. Әгәр алар булмаса, без бу эшне хәл итә алмас идек. Төмән шәһәребездә, өлкәбездә предпринимательләр алар бик күп. Һәм рәхимлеләре бик сирәк. Рәхимлеләре әнә барысы да безнең экранда логотиплары бөтенесе монда. Әйе. Без аларны исәптән белеп торабыз. Һәр вакыт без аларга таянышып торабыз. Әгәр дә безнең әнә андый ир-атларыбыз, рәхимле ир-атларыбыз булса, безнең балаларыбыз да үсәр рәхимле булып, һәм безнең киләчәгебезгә булыр ишәнеч. Хөрмәтле предпринимательләр, халкыбызны ташламайык. Әгәр дә без халыкны ташламасак, халыкның йөрәгендә туар ышаныс һәм бердәмлек. Әнә шул бердәмлекне без тота алган булсак, без үзебезнеке элекке татар традицияләребезне, рәхимлелек, шәфкатьлек гадәтләрне без кире кайтара алырбыз. Итинез белән күптән безнең милләтебезгә ярдәмче Абляс Камил Алимишка сүз бирә. Барыгызның да сумкаларында 2 томлык «Историческая судьба татар» дигән китап салынды. Ул китапны җыеп, бастырып, барыгызны да җиткергән иптәшебез Камил Алимиш. Чтобы понять, я не знаю, меценатство, так сказать, благотворительность, я хочу сказать одну вещь. Нашей гимназии исполнилось буквально недавно 25 лет. Единственная гимназия в России. И вот с этого, ну, чуть раньше, конечно,
гимназии мы, конечно, все консолидировались, чтобы все это сделать. Объединились для того, чтобы, ну, кто как может, в тяжелое время пройти очень большим коллективом, период урбанизации, период, когда села херели, много народу переезжало в город. В этот момент, конечно, надо было что-то делать. Гимназия, конечно, нашу саратовскую общину, будем говорить, даже в какой-то мере спасла. Потому что в этот момент нарушились линейные связи между семьями, родственниками. Время было такое. Лесы потихоньку уходили в небытие. В этот момент на это место пришел новый инструмент в форме автономии, гимназии. Чтобы было понятно, что на одного человека полагаться, так сказать, совсем тоже нельзя, основная нагрузка лежала на нас где-то, на мне и на моих партнеров, где-то до 2000 года. После 2000 года ребята многие встали на крыло, и в процессе сейчас у нас где-то около 25 человек постоянно, я не называю меценатство, благотворительность, спонсируют все практически мероприятия. Мероприятий у нас очень много. Чтобы было понятно, что один человек в поле не воин, вот, если до 2000 года Сабантуй там обходился мне там и моим ребятам где-то около 1,5 миллиона, то сейчас мы практически около 300 000 даем, остальное все практически равномерно вносим. То есть если работать, ну, конечно, как я Лакталя было, что перестройки дали возможность зарабатывать. Если правильно работать с людьми, то в принципе все, конечно, не сказать, что все 100% сдают. 95% суперсознательные люди, которые болеют искренней национальной идеей, понимая, что иначе мы окончательно потеряемся, и многие очень хорошо помогают. У нас очень много проводится мероприятий, достаточно большое количество, практически, если распределить по году, каждый второй месяц, большое очень мероприятие. Детей собираем несколько раз в году на большие мероприятия. Зал это 900 человек, родители. На сцене выступают дети. Научно-практическая конференция. Ну, очень много мероприятий, они все у нас по графику уже идут. С момента создания гимназии 25 лет все мероприятия практически идут по графику. Что позволило создать линейные связи между людьми, которых первый раз мы в гимназию приняли где-то первые 7 лет, вот практически им по 32 года. Вот представляете, какая масса людей сейчас между собой контактирует. Детский сад создали, подготовительные. Но, в принципе, с людьми надо работать. Я думаю, что ни на одном человеке это не базируется. И здесь сидят, я прочитал, там много общественников, бизнесменов, маловато. Ну, здесь не в бизнесе дело. Здесь дело в том, что если ты работаешь на идею национальной самоидентичности, то работать с людьми надо. И многие абсолютно бескорыстно помогают. Рахмет. İptaşlar, bana birinci ülüşün mecenas temasına men vaqtni ko'proq berdim. Ne için? Bu iptaşlarımız bizning biznes bilan shug'ullanmaylar. Hali ishlab topgan akşalarni millatimizga xizmat etuvda ko'p ishlar turli yo'nalishlarda kiritib borishga kishilar. Shunga ko'ra kelasi temamiz bizning interaktiv negizda texnologiyalar negizida bolalarımızga, mekteplerimizga Tatar oyuncular deb aytaman, endi men Tatar shayton, Tatar oyuncular deb, ama lekin IT texnologiyani bugun barimizda olasiz,
значит, bizning prezidenti birinchi martaba aytdi, bu turda sifroviy ekonomika deb kelajakda shu texnologiyalar orqali, shu o'yinchoqlar orqali, shu mexanizmlar orqali bolalarimizni tarbiyalash formatlarini chiqmaymiz ekan, albatta biz tog'i bir necha boshqa ortda qolgan mumkinmiz. Yangi dunyo kelar, yangi forma kelar, yangi harakat tug'ib kelar. Shunga ko'ra bizning bu yo'nalishda shug'ullanuvchi iftishlarimiz bor. Министерство образования, Magarib ministrligining Tataristonda mundami? Mundami? Ilgan iftishimiz. Yo'qmi? Министерство образования. Bizning bo'lgan teshigimizda Muhammadov Ildar Rinatovich. Qarar biz anga so'z beramiz. Ol kelib jetsa, bizning bunda iftishlarimiz bor. Mana yosh yigitlarimiz IT texnologiya bilan shug'ullanib turgan, ular ministerstvo bilan birlikda grantlar sistemasida shu mexanizmlar bilan bugun shug'ullanadilar. Bor bizning yigitlarimiz bu o'yinchilarning ishdaligini formalashtiruvchi yigitlarimiz, qizlarimiz bor. Bor uni ishlovchilar. Xitoydan kelgan biznesmenlarimiz, ishmakarlarimiz. Bizga birlashib bu yo'nalishda IT texnologiya proyektlarini ashirga kerak. Ko'rnikli dunyo ko'lab belgili biznesmenlar bu texnologiyalar bilan ish etadilar, bunun bilan biznes uyushtiradilar, biznes temasini aylantiradilar. Shunga ko'ra bizdan Adel Safiz siz boshlaysizmi? Qo'ysangiz. Birga davlat rahmat yigitlar. Semsiz. Benim ismim Adel Тимур Ильяс. Biz buna saytlar hem mobil приложениялар bilan shug'ullanamiz, ham как bizning Magarib ministrligi uchun, ham Sarat uyushmasi uchun ish proyektini ishladik. Onun isimleri ise Tuğan Til, Maktab hem Tatar Til. Bunda siz kuralarsınız, var indi internette. Play Market hem Üstler'dan telefonunuza koyalasınız. Bu indi balaka bağlar için Tatar Til'in öğrenme instrumenti gibi aytılıyor. Bu balaka bağlar için. Buna yukarı sınıftaki okuşu bağlar için indi Maktab degan приложение var. Var indi internette onu siz öz telefonunuza koyalasınız. Men bir-iki so'z tatarcha aytib o'zarman, mening do'stlarim ham kollegalar o'sha. Ayrim rahmatni men bildirasi keladi bizning mana Farid Asqarovga, u butun dunyo tatar ishmakarlarini yordam etuvchi assotsiatsiyasi boshida ayrim tatar kongressini hamda endi Tatariston fanlar akademiyasini var, bizga zo'r yordam ko'rsatdilar. Bugungi kunda Tatar tilini yaxshi bilgan kishi sezdirlik kelmagan. Butunimizda bilamiz. Informatsion texnologiyalar zamonida yoshlarga tug'an tatar tilini durustlikdan o'rganishga qiziqtirgan shu. Shu hisobdan da biz innovatsion o'rganish sistemasi bo'yicha o'qutuv metodikasini taqdim etamiz. Uning ismi Edutainment. Edutainment o'zi ikki qo'shma so'zdan turadi. Inglizcha bilsak, unda Magarib education ham ko'ngillashuv, entertainment. Şu atır buna bu edutainment so'zi barliqqa keldi. Uning o'zunchiliklari bor. Birinchisi ise mavzuga aktsent jasov. Demak, qiziq bo'larga tegish. Ikkinchisi ko'ngillashuv, aşağı motivatsiya. Bu shu narsa. O'yin o'zi eng muhim prinsip. То есть kishi o'ynab o'rganadi. Ham zamonchilik. Hozirgi zamonda aytganim uzg'ancha u bek zamoncha ham qiziq bo'larga tegish. Mana shu bizning Tuğan Til edutainment metodikasına negizlangan tatar tilini öğreniş sistemasi hem program o'zishini bulduruv, o'yin qo'shimchalar, program bo'yicha mobil joylanmalar uchun o'yin qo'shimchalar bulduruv maqsadida qo'yildi ham reallashdi. Onlayn o'yinlar yosh kategoriyasida bo'linadi. Hamma so'nggi so'zni aytib uzayim. Tuğan Til mobil приложениялар sistemasi tatar tilini öğrenirga mumkinlik beradi. Hem olaylar tugul yoshlar arasında popülerleştirmeye da yardım eder. Hazır bu versiyası oluşur. Добрый день. Я бы хотел сказать несколько слов, обобщенные слова, то, что Адель сейчас сказал. Действительно, на сегодняшний день стоит острая проблема снижения количества знающих татарский язык, хорошо знающих татарский язык. И в основном это прослеживается среди молодежи, среди детей. Актуальность еще именно данной сферы в том, что с века информационной технологии молодежи становится скучно изучать язык с помощью классических традиционных учебников. Мы совместно с Министерством образования предлагаем инновационное решение в виде разработки, которое основывается на методике Edutainment.
эта методика успешно сочетает в себе элементы обучения и элементы игры, элементы развлечения. Именно об эффективности применения данной методики в завершении нашего выступления, об тенденциях применения методики edutainment я бы передаю слово Ильясу. Ильяс расскажет. Спасибо. Ну, вообще, хотел бы сказать не только о edutainment, а о том, откуда пришла в голову такая идея. Это наша всеобщая боль, потому что каждый из нас имеет ребенка. И мы поняли, что невозможно детей в данный момент оградить от мобильных устройств. Ну, потому что в любом случае невозможно уже сейчас, а в будущем это будет сделать еще сложнее. Поэтому мы решили посмотреть, что же какой ресурс можно сделать применить для того, чтобы ребенок начал изучать татарский язык. И мы наткнулись на систему edutainment, именно в основе которой лежит в первую очередь игра. То есть, если мы вспомним все школьные годы или чуть раньше, мы все прекрасно понимаем, что если бы нам дали поиграть, и с помощью этого еще можно было бы что-то изучить, все были бы только рады. Поэтому у нас очень простая миссия – сделать татарский язык, изучение татарского языка просто интересным. Что еще хочется добавить, что эти приложения есть в общем доступе, и каждый из вас может спокойно зайти, скачать это приложение, установить себе мобильное устройство, протестить и написать свои комментарии. Поскольку хотелось бы и нам тоже получить обратную связь и понять, как еще можно улучшить данные приложения. На сегодняшний день в мире каждый день по этой технологии, по системе edutainment выходит более 1000 приложений. На данный момент на татарском языке по системе игровых приложений у нас 4 приложения всего. То есть это очень мало, и говорить о том, что дети будут использовать мобильные устройства в качестве игры, это обязательно они будут делать, и оградить мы их не сможем. Но мы сможем сделать так, чтобы они еще полезно провели время и изучили татарский язык. Bizning bu yo'nalishda faktiski bolalarimiz uchun ish boshlig'ina. Ular ko'pdir ko'lamda bu ishni o'zi yelkalarini olganlar, ularning bilimi bor. Ammo lekin kelajakda men bunday formatda fikr yuritdim. Bir grupni предприниматель turindustriya IT texnologiyalar yo'nalishida shu proyektga olina olsaydi, yaxshi yigitlarimiz bor. Bor Xitoydan bizning предпринимательlarimiz bu produksiyani ishlay olinlari, bunda foydalana olinlari, texnologiyalar borsa bor. Shunga ko'ra kimda kim qiziqsigan bo'lsa, mana ularni topasiz. Bu yo'nalishda тоже yaxshigina biznes yo'nalishi etib yetishtirib jibaryapmiz. Bir qiziqli ham perspektiv yo'nalish. Endi yoshlar biz 3-temaga ko'chamiz. Bizning turindustriya temasi. Bu tema bugun bek aktual. Bek aktual. Sebebi bir oddiy. Tatariston o'zining ekonomik proyektlar, investitsion proyektlarning barchasida turindustriya proyektlari orqali, tarix orqali formalashtirib jibardi. Mana bugun Yelovskiy ekonomik zona deb chegiramiz. Bir udashli Rossiyada ekonomik площадка deymiz. Eng birinchi metalar ishlarini boshqarganda Balabuğa şəhərinin 1000 yıllarını uzdurdular. Anda 27 muzey buldurdular. Hem turindustriya bilan ekonomikani paralel birga olib bora başladılar. Hem imij, brend Balabuğa площадкасының kundan-kun yaxshiroq ham o'sadi. Mana bu yo'nalishda fikr yuritganda men bir qiziqli kishilarga uchradim. Birinchisi teoretik yoqdan bu turindustriya bugun narsa degan temani bizga Battalov Sajida xonim, bu bizning Burachidan kandidatlar bu temani bek yaxshi bilish sababli biz ham so'zni beramiz. Ham men bunda chaqirdim bir necha tur operatorlarni da, Orenburgdan da, Boshqirdistondan da, Tataristondan da biz ularni da tinglab ketsak edik. Chunki bizning tatarlar orasida ekoturizm, etnoturizm, agroturizm, pромышленный turizm ham büyük tarmoqlari formulashib keladi. U bizga yangi kommunikatsiyalar, yangi imkoniyatlar ham yangi mumkinchiliklar ochiladi. Rahmetiga sajda ham. Любой нации, чтобы найти точку опоры для своего развития, презентацию, пожалуйста, включите.
Чтобы найти точку опоры для своего развития, необходимо помнить, что чем глубже и мощнее корни, чище истоки, которые питают род, тем крепче и здоровее будет будущее поколение. Сегодня культурные элементы, основанные на этническом коде, благодаря новым технологиям превращаются в бренды народов, цивилизаций и государств. В Декларации о культурном разнообразии ЮНЕСКО сказано, что культура все в большей степени рассматривается как средство и как результат развития экономического прогресса. Культура может создавать источники дохода за счет памятников материальной культуры, ремесел и туризма, внося в свой вклад в устойчивое развитие регионов и страны. Туризм – это одна из самых быстро растущих отраслей мировой экономики и один из самых прибыльных видов бизнеса, привлекающий большие инвестиции, обеспечивающий занятость населения. В настоящее время индустрия туризма обеспечивает около 11% мирового ВВП и каждое 11-е рабочее место в мире. С точки зрения развития туризма, инвестиционная привлекательность территории зависит от имиджа и брендов региона. И самым ключевым фактором привлекательности становятся культурные и духовные ресурсы, историко-культурное наследие, уникальные культурные особенности региона, самобытность его народа. По мнению ряда ученых, этнотуризм представляет собой самостоятельное направление, которое может включать в себя ностальгический, этнокультурный, этнографический, аборигенный, джайлоу-туризм и их вариации. Яркий пример этнографического туризма – посещение бедуинов в Египте, где туристы могут попробовать кофе по-бедуински, пищу, приготовленную на костре, оценить поездку на квадроциклах и катание на верблюдах, увидеть национальные церемонии. Ностальгический или генеалогический туризм позволяет каждому побывать в своем детстве, вернуться в родительский дом, на землю предков. Например, в Шотландию ежегодно приезжает более 1 миллиона туристов с целью найти своих родственников. Аборигенный вид этнотуризма является одним из приоритетов развития в Якутии, на Камчатке и в Чукотке, где организуется охота, спортивная рыбалка, катание на оленях и собачьих упряжках. Недавно получил свое развитие джайлоу-туризм. В переводе с киргизского альпийский луг, горное пастбище. Это вид отдыха вдали от цивилизации в условиях примитивного быта. В Кыргызстане на берегу Иссык-Куля туристам предлагают пожить в юртах жизнью горного чабана, познакомиться с традиционными играми кочевников, покататься на лошадях, попробовать кумыс. Растущий уровень урбанизации, потребность городских жителей в смене обстановки в период отпусков повышает потребность в дешевом отдыхе в сельской местности с возможностью питаться экологически чистыми продуктами, собирать лесные ягоды, грибы, травы. Сельский туризм развивается предпринимателями в селах с традиционным деревянным зодчеством, расположенным в живописной местности, с проживанием и питанием туристов в гостевых домах, сдачей в наем домов и комнат у сельчан в экологически чистых районах. Вот в рамках масштабного татар-тура, конечно, были бы актуальны такие проекты, как Туган-Абалым, Ян-Туган, особенно для городских татар из регионов. Сочетание этнотуризма, причем можно было не только в Татарстан ездить, можно было действительно ездить в те татарские деревни, где у нас готовы принимать туристов, татар из других регионов. Сочетание этнотуризма с религиозным туризмом дает возможность более глубоко осмыслить культуру, характер и ментальность народа через его культы и верования. В качестве примеров такого туризма можно привести посещение священных марийских рощ Кюсота, буддийских датсанов в Прибайкалье, где туристов знакомят с шаманизмом, ламаизмом, тибетскими методами лечения. Сакральным местом для тысяч мусульманцев всего мира являются исламские святыни в окрестностях древнего Дербента и Булгара. Считаю, что в регионах есть востребованность в халяль-турах и в создании халяль-кварталов на территории мечети, открытых и понятных внешнему миру, где предусмотрено открытие кафе, сквера, павильонов одежды, атрибутики продуктов, спортзалы и спортплощадок, музеи, библиотек, лагерей и летних детских площадок. Внутри халяль-квартала человеку любого вероисповедания должно быть комфортно и безопасно, и каждый сможет найти себе возможность для просвещения, развития и досуга. Мы начали эту работу и, в общем-то, разработали концепцию Байкальского исламского культурно-просветительского центра, а также уже готов технический проект. В разных географических областях могут быть представлены различные бренды товаров и услуг. Ну, например, туристические бренды «Московский Кремль», курорты Краснодарского края, «Золотое кольцо» выступают инструментом маркетинга территорий с целью привлечения инвестиций и кадров. Брендами Татарстана являются архитектурные и религиозные символы. Я их даже перечислять не буду, вы их все прекрасно знаете. Усилиями Татарстана и татар мира давно в тренде народный татарский праздник Сабантуй, который шагает не только по России, но и по всему миру. Пришло время от тренда Сабантуя переходить к его брендам, позиционируя его как праздник территории, на которой он проходит, добавляя новых красок и глубинной сути татарской философии, ментальности, татарской души и характера. К примеру, байкальский Сабантуй мы расцвечиваем красками Байкала. Каждый год меняем канву праздника. То это сказание о древних татарах, то земля жаворонков. Неизменно остаются дух праздника, молитва об Истае и традиции сухого закона.
Думаю, что от брендов московский, казанский, астраханский, сахалинский, сабантуй праздник только бы выиграл, приобрел свои региональные очертания, местный татарский колорит, привлек бы еще большее внимание туристов и СМИ. Приведу другой пример. Возрождение небольшого провинциального городка Урюпинска Волгоградской области началось с бренда «Урюпинск – центр российской провинции». Местная текстильная фабрика обрела второе дыхание, наладив выпуск маек с лаконичными слоганами «Брошу все, уеду в Урюпинск». Москва, Париж, Урюпинск, где Урюпинск обозначен как пуп земли. Недавно у горожан появился праздник – День козы. Урюпинские козы славятся необыкновенно теплым, тонким и нежным пухом. Кроме того, в городе открыт музей козы, жители установили памятник козе и проводят конкурс «Мисс Козочка» и чемпионат по забиванию козла. У нас получается, когда мы перевели старый Анакой в Бурятии, как Анакой колодец матери, и вместо бурятского слова там с собакой было связано, получается, деревня зазвучала. Как только открыли этот колодец, молитва бабушки была прочитана, легенда услышана, слоганы, что если выпить воду из колодца, сын станет богатырем, дочка станет красавицей, бабушка молодость вспомнит. На татарском и на русском повесили таблички. И вы знаете, действительно, 500 человек стояло, смотрело эту всю картинку, и все пошли пить воду. Вода стала волшебная. Поэтому, конечно, можно придумывать такие анимации очень интересные, чтобы у нас, чтобы мы двигались именно вот так вот, брендово и интересно. Ну и, конечно, если территория обладает собственными брендами и имиджем, которые привлекают внимание, которым доверяют, значит, туда будет обеспечен приток инвестиций. Если у территории нет особенного колорита, то она может остаться на задворках вселенной. Поэтому регионам важно себя продавать, используя инструменты маркетинга территории, начиняя их разными изюминками, аутентичностью, самобытностью, этнобрендами. Сабантуй тоже важно учиться продавать, чтобы татарские культурные центры и автономии могли прибыль тратить на уставную деятельность. Ну вот по диаграмме просто видно, да, есть такое исследование, что получается, посмотрите, сколько денег человек готов потратить, даже, я еще выделила, да, малоимущие на праздник, 869 рублей, даже больше, чем средний доход. И получается, 1000 человек готов потратить на праздник. Учитывая, вот для маркетологов написала, да, Сабантуй в Москве собрал 200 000 человек. Что и как можно добавить в чек, чтобы 100 рублей получить с каждого, для того, чтобы получился праздник и получилась прибыль для автономии. Вот посчитайте. При построении бренда территории эксперты рекомендуют заглянуть в прошлое, придать новое звучание старым фактам, подчеркнуть уникальность территории. Поэтому мой очередной проект по созданию этноэкологического парка ожерелья Байкала на берегу Великого озера включает ландшафтное зонирование территории. Это выставочный комплекс народов Бурятии, улица Добрых Соседей называется, солярная зона Олень Солнца, бурятский этнокомплекс Байырку, зона сельских поселений «Живая традиция», Венкийский этнокомплекс Синильга, музей кочевых культур под открытым небом, где есть, конечно, место и татар-юртка, рыбацкая деревня Амулевая бочка с рыбной гастрономией, фитобочками, рыбацкими домиками и зимовьем. Такого рода проекты могут создать чудесную визитную карточку территории, основанную одновременно на истории, этнологии и этнографии. Сегодня во всем мире возрастает роль этнического фактора при формировании мощных индустрий. Например, глобальный рынок халяльной продукции, куда входят как продовольственные продукты, так и непродовольственные товары, оценивается специалистами в $2,1 триллиона США. Этот рынок обеспечивает 1,6 миллиардов мусульман планеты. Гастрономический туризм может привлечь туристов со всего мира. С 2013 года Россия является наиболее быстро растущим рынком гастрономического туризма. И мы принимаем около 31 миллиона туристов, даже, наверное, уже больше. Культура питания является одним из самых доступных проявлений культуры народа, очень прибыльным делом. Пища задействует широкий спектр чувств, вкус, зрение, обоняние, ощущения, поэтому национальные блюда могут создать яркий и надолго запоминающийся образ. Например, в Литве в 1959 году прошлого века возродили известный с глубокой древности аутентичный национальный напиток «Мидус». Бренд напитка разработчики определили как забытое искусство изготовления медовых нектаров. Все нектары сделаны из натурального пчелиного меда и ягодных соков. Их уникальные ароматы создаются добавлением гвоздики, желудей, почек, можжевеловых ягод. И получается очень своеобразный свой вкус национальный. Не только предприниматели, но и местные власти должны активно заниматься патентованием торговых марок.
Ну, например, в Астрахани товарные знаки. Астраханский арбуз, астраханские томаты, астраханская рыба, как бы власти города зарегистрировали. Татарстан имеет раскрученную товарную марку БХТ, набирает обороты марка Тюбетей, а вот польскую вяленую колбасу каждый в регионах России знают слабо. Хотя она долгоиграющая, скажем так, то есть она выгодна в продаже. Также не знают наш отменный кисломолочный продукт котык, или очень мягкое вкусное сливочное масло с медом балмай, или там матрюшка чаен, да, даже, тоже не продается. Тогда как полезно для здоровья вяленое мясо, высушенные на солнце ягоды и фрукты, выращенные на экологически чистых территориях, могут заменить подрастающему поколению чипсы, кириешки и чупа-чупсы. Известный брендолог Саймон Анхольд считает, что нужно делать изумительные проекты, цель которых в том, чтобы компетентно решать проблемы. Людям всегда интересны некие запоминающиеся события и явления, человеческие поступки. Причем, если вы успешно решили общемировую проблему и готовы интересно об этом рассказать, все люди заинтересуются вами так, бесплатно, без привлечения СМИ, без оплаты, скажем так, этих услуг. И действительно, когда мы проводим какие-то праздники, уже СМИ знают, опять просто фильмов показывают, просто так, бесплатно, потому что интересно, потому что мы их покормили, они сыты и довольны. Мировой опыт, я очень кратко, мировой опыт показывает, что подходы в сфере инвестиций в предпринимательстве меняются. Все больше социально поднимается на знамена, все сильнее смещается акцент на то, чтобы не только зарабатывать, но и решать социальные проблемы. Кроме того, все больше инвесторов вкладываются в социально ответственные компании. Социальное предпринимательство – это бизнес-решение социальной проблемы. У татар Ак, Бай и Кара-Бай существовали задолго до социального бизнеса. Мы на Байкальском Сабантуе 2017 учредили номинацию «Акрам Бай Сабантуя», идеально соответствующую образу мецената. Ведь с татарского «Акрам» – это самый щедрый, очень уважительно относящийся к другим благородным, а Бай – хозяин, состоятельный, влиятельный человек. Примером успешного социального предпринимательства в этнокультурной сфере является мастерская Черникова в Москве. За 10 лет Ольге Черниковой удалось переродить обычные валенки из лубочного сувенира в качественную стильную обувь, которую покупают бизнесмены, политики, звезды шоу-бизнеса. В мастерской проводятся различные мастер-классы по музею русских народных традиций. В татарских селах нужны музеи татарского быта. Это очень выгодный проект. 100 рублей с человека посещение, и это получается, если 3,5 часа экскурсии делать, ну, кроме музея еще там мастер-классы и все остальное, гостевых домиков, это действительно очень здорово. И, судя по нашим староверам, по бурятам, которые принимают большие уже потоки туристов за 10 лет, это замечательный вариант. Еще один пример. В подмосковной Коломне открылся необычный музей. Музей утраченного вкуса, Коломенская пастила. И тихий, почти безлюдный центр Коломенского фасада стал оживать. Потянулись туристы, открылась музейная фабрика, кафе, 40 рабочих мест создали. И посетители кафе часто спрашивают такое блюдо, как вздохи Николая. Это пирожки с капустой по рецепту повара семьи Толстых Николая. По оценке экспертов, туристический поток в Коломну увеличился в 2,5 раза. Резина Аглиулова из Казани делает бижутерию с татарским орнаментом. Вы ее видите, она востребована женской аудиторией во многих регионах. Алсу Мусавирова открыла мастерскую дизайна, причем изделия из кожи в работе мастера выглядят очень стильно, современно и изысканно. Деловые партнеры Татарстана, форум. В этом форуме была постановка президента Республики Татарстан разработать проект туриндустрии Татар-Тур. Эта концепция разработана. В дальнейшем этот механизм должен у нас, в дальнейшем, через этот механизм, мы налаживать должны будем горизонтальные связи. Значит, у нас сейчас будет выступать представитель Китая Фахриддин Ахатович. Фахриддин, Манда. Почему я его пригласил? Вот по этому турпроекту у нас есть Казахстан, есть Оренбург, есть Башкортостан, есть Татарстан и так далее до Питера. Исәнмесез, хөрмәтле җитәкчеләр, кадерле милләттәшләр. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники съезда. Кытай һәм татар чыганаклары дәлилләвенә караганда, Сензяуда татар сәүдәгәрләре һәм коммерсантлары 19 гасыр уртасында күренә башлый. Енді 19 ғасыр ақырында Қытайның Синьцзян регионы барлық ірі шәһәрләрендә татарларның сәүдә итү урыннары була. Қытай иленә барып урнашкан бабаларыбыз заманында Қытайдан Европаға өтүче урта ғасыр сәүдә юлы, Бөек Ифәк юлы аша Қытай, Орта Азия һәм Европа илләре арасында сәүдә карваннары белән атлар, сарыклар, алтын, коралл, ефәк һәм башка товарлар белән сату иткән. Алар сату итүдән тыш
тері эшкәртү һәм нефть эше белән шөгыльләнгәннәр. Һәм дә бөек ефәк юлының сәүдә, икътисади һәм социаль мәдәни багланышларның үсешендә зур роль уйнаган. Бүгенге көндә Русия-Кытай хезмәттәшлеге актив үсә. Һәм Татарстан, Россия регионнары арасында Кытай белән аралашу буенча лидер булып бара. Кытай Халык Республикасы җитәкчесе Си Цзиньпиннең тәкъдим иткән Атлантикадан Тын океанга кадәр бердәм икътисади киңлек булдыруга багышланган «Бер пояс, бер юл» инициативасы бүген бөтен кешелек дөньясыныкы дип билгеләнде. Европа, Азия һәм Американың 50-гә якын илләре бу проект белән кызыксына. Кытай тәкъдим иткән идея гади. Уртак көч белән Азиядан Европага борынгы ефәк юлга охшаш диңгез һәм тимер юл маршрутларын төзү. Россия «Бер пояс, бер юл» зур күләмле проектның иң актив катнашучыларының берсе. Чөнки ул Кытай Европа арасында иң кыска юл булачак. Һәм менә нәкъ ул сәүдә һәм инвестиция үсешендә менә дигән мөмкинлек булып тора. Biz яшәгән Синьцзян-Уйгыр автоном районы Үрümçi шәһәре бүгенге көндә Үзәк Азия һәм Россия эшмәкәрләре өчен инвестицион эшчәнлек һәм Кытай товарларын импортлау мәсьәләләре буенча эшчәнлек һәм сөйләшүләр алып бару өчен төп мәйдан булып тора. Кытайда яшәүче татарлар илебездәге 56 милләт арасында иң аз санлы халыкларның берсе. Бүгенге көндә Кытайда татарларга карата хөрмәт һәр адымда чагыла. Милләттәшләребез анда толык хукук белән үзләренең тарихларын, тамырларын, милли үзаңны саклап яшәү бәхетенә ирешә. Кытай хөкүмәте без татарларның Кытайда иң аз санлы милләт булуына карамыйча, безгә төрле өлкәләрдә яхшы сәясәт күрсәтә. Безгә телебезне, мәдәниятебезне саклап калуыбыз өчен һәрвакыт ярдәм итә, тырыша. Милләттәшләребез арасында ил күләмендә танылган эшмәкәрләр, сәүдәгәрләр дә бар. Кайберләре Кытай иленең хәзерге вакытта дөнья күләм икътисади сәүдә мөмкинлекләреннән файдаланып, Алтын Чишмә, Агыйдел, Алзат кебек татар исемнәре кушып компаниялар ачты. Мин үзем дә Кытай белән Россия өлкәсендә, сәүдә өлкәсендә эшлим. Опыт работы за последние 5 лет по предоставлению услуг работы с Китаем показал результат о том, что большинство предприятий малого бизнеса, работающих в разных отраслях, инвестиция, медицина, строительство, торговля и так далее, не имеют представления, как правильно выйти на китайский рынок, а также правильно ведения бизнеса с китайскими партнерами. Выявлено отсутствие связующего звена между китайским и татарстанским бизнесом по вопросам регулирования взаимоотношений в успешном развитии бизнеса сторон. В этой связи наша компания пришла к выводу о необходимости создания китайского делового центра «Саудагар». Китайский деловой центр «Саудагар» представляет собой многофункциональный офис расположения в городе Казань, призванный стать площадкой для эффективного взаимодействия представителей российского бизнеса и бизнеса Китая. Основные направления китайского делового центра «Саудагар» для бизнеса. Первый. Консультация и сопровождение по продвижению продуктов в Китае. Второй. Поиск китайских партнеров и инвесторов для решения производственных, торгово-закупочных, транспортно-логистических задач российских предприятий. Помощь в выходе на рынок Китая, расширение экономических связей через китайский деловой центр. Встречи с представителями бизнес-сообщества Китая. Деловые поездки в Китай, участие в выставках и ярмарках. Получение эксклюзивной информации о рынке Китая в интересующих сфере. Кроме того, китайский деловой центр «Саудагар» позволит оказать услуги, представленные на нашем сайте. В Китае российские продукты считаются экологически чистыми и безопасными, что очень важно для жителей мегаполисов, следующих за питанием. Российские товары постепенно входят на рынок Китая, но продукции из Татарстана практически не представлена, но очень мало. Пользуясь случаем, предлагаю открыть торговый дом «Татарстан» в Китае, где будут представлены все татарстанские предприятия, заинтересованные в продвижении своей продукции в Китае. Мы со своей стороны готовы оказать содействие в продвижении национальных товаров и услуг. Biz endi bir necha yil butun dunyo tatar ishmakarlarini yordam etuv assotsiatsiyasi bilan birga bek aktiv ishlaymiz. Har vaqt tig'iz aloqada turamiz. Bizga tumanlar orasida xizmatdashlikni aktivlab o'stirishga kerak. Kerakda biz Sinjan-Uyg'ur avtonom rayoni vakillari, Rusiya tumanlari ham chet ellarda yashovchi tatar ishmakarlari bilan xizmatdashlikni kengaytirishga shart bo'lamiz. Biz sizga g'oyat zo'r qiziqsinu bilan qaraymiz.
Бездә аралашуның зур потенциалы бар. Хезмәттәшлек кысаларында киң перспектива һәм ачык киләчәк көтә дип ышанабыз. Бөтен дөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясе ярдәме аша дөньяның төрле җирләрендә һәм Татарстанда яшәүче эшмәкәр милләттәшләребез белән сәүдә өлкәсендә элемтәләребезне тагын да ныгытырбыз дип ышанабыз. Без үз ягыбыздан Кытайда җитештерү өлкәсендә мөрәҗәгатьләрне үтәргә әзер. Алга таба да мөмкинлекләр булса, сезнең белән Кытай татарлары арасында төрле өлкәләрдә хезмәттәшлек, дуслык һәм бердәмлек урнаштырсак иде дигән теләктәбез. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, Кытайда яшәүче татар диаспорасы вәкилләре Кытай белән сәүдә-икътисади хезмәттәшлекне үстерү өчен яңа арадашлар. Әлбәттә, Кытай белән эшләү өчен иң уңай, иң җиңел юл үзебезнең татарлар аша эш итү. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Безнең элемтәләр тур индустрия юнәлешенә генә түгел, экономик яктан да Татарстанның представительство бар, Кытайның да монда представительство бар официально. Безнең предпринимательләребез дә бу юнәлештә эш алып баралар. Шуңа күрә буларның барысы да безнең анализда булып, бер юнәлештә, бер хәрәкәттә, бер импульста киләчәктә эшләргә тиеш дигән фикердә торабыз. Шуңа күрә без Россиянең барлык регионларында һәм чит илләрендә булган торгово-экономический полномочий представительләре белән Татарстан элемтәдә без һәрвакыт видеоконференцияларда күрсәтеп торабыз, аралашып торабыз. Шуңа күрә бу юнәлештә күп эшләр башкарырга мөмкин. Инде мин әйткәнмен икән тур индустрия дип, хәзер мин Оренбург өлкәсендәге Идел Урал туркомпанияның җитәкчесенә бирергә телим, Рушания ханымга. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Мин илебезгә Муса Җәлилне биргән Оренбург каласыннан сезгә бик күп сәламнар алып килдем. Оренбург ул татарлар җире. Оренбург ул Караван сарайлы, Европа белән Азия шигенең һәм капкасы шиксез даланың. Менә шул Оренбург капкаларын ачып, Оренбург-Казан арасын тоташтыручы Идел Урал агентлыгы 8 ел эшен дәвам итә, хезмәт итә. Бу 8 елда без 30 мең туристлар алып килдек Татарстанга. Шуның өчен дә сез Казанда булдыгызмы дигән сорау Оренбургда өчен гадәти сорауга әйләнде. Соңгы елларда мәркәзебез Казанны кире күрү теләге белән язган кешеләр саны артканнан арта. Оренбург төбәгенең һәм районнардан, һәм иң ерак авылыннан сәяхәтче төркемнәре килә. Күрше Казахстан халкы да безнең фирма аша Казанны килеп күрү телиләр. Безнең максат ата-бабаларыбызның җире белән таныштыру, югары дәрәҗәдә аның матурлыгы, бай тарихын күрсәтү. Фирма бу бурычны үтәргә тырыша. Моның өчен без махсус программа төзедек. Казан Кирмәнен, Көл Шәриф мәчетен, Камал театрын, Бауман урамын, музейларны, борынгы Болгар шәһәрен һәм башка истәлекле матур урыннарны күрсәтәбез. Кемнәрне генә дулкындырмый да, кемнәрне генә тирән кичешләргә салмый бу туган якларыбыз. Килгән саен Татарстанга соклануыбыз арта. Бер килеп күргән кешенең тагын да барасы килә. Үзе белән дусларын, туганнарын алып килә. Казанга сәяхәтләр оештыруга анда аквапарк ачылуда булышлык итте. Башта аена бер генә килгән булса, хәзер инде без атна саен һәр җомга киләбез Казан якларына. Идел Урал туроператорының төп юнәлеше Россия буенча шәхси һәм югары дәрәҗәдәге сәяхәтләр оештыру. Милләттәшләребез үзләрен ятим итеп хис итмәсен, аларның Казанны, Татарстанны бар икәнлеген тоеп, күреп, белеп яшәсеннәр дигән бурыч туды бездә. Бүгенге көндә берничә 2 көнлек ял көннәре маршрутлары булдырдык. Оренбург-Казань. Бунда югарыда әйтеп киткән урыннардан тыш Идел буенча теплоходта йөрүдә керә. Üstümüzгә алган тагы бер мөһим вазифа ул якташларыбызны борынгы Болгар һәм Свияж шәһәрләре белән якынрак таныштыру. Безнең төбәктә бу изге бай тарихлы маршрутлар буенча әлегә кадәр берәү дә йөрми. Шуңа да Идел Урал агенциясе максат шушы 2 төбәктә яшәгән халыкны һәм 2 динне берләштерү. Татарларны рухияттан берләштерү. Оренбург, Болгар, Свияж, Болгар шәһәрчеге һәм Акмәчет. Свияж бу маршрутны төп фикере бабайларыбызның кендек каны тамган изге җиргә аяк басу. Россия дәүләтен ныгытуга бәйле тарихи урыннарны күрсәтү. Татарстанда иң борынгы истәлекләрдән саналган Болгар
Дәүләт музей тыюлыгы Россия мөселманнары өчен изге урын санала. Чөнки монда 922 елда рәсми рәвештә ислам дине кабул ителде. Ел сайын үткән изге Болгар җыенына без 500 гыйбадәт кылучы алып киләбез. Оешкан көннән фирма стабиль хәлдә эшләп килә. Соңгы 2 елда икътисади кризиска карамастан фирма уңай үсештә. Капитал әйләнеше һәм туристлар саны арта. Сәяхәткә барышларның беренче соравы путевка бәясе һәм гарантиялар. 2 ял көненә 3 йолдызлы кунакханәгә урнаштырып, бөтен пансион чыгымында белән 5500 сумга төшә. Һәм бу 5 елда артканы юк. Исәпләп карыйк әле, атна сайын без башкаларыбызга 9-45 урынлы автобус алып киләбез. Туристлар ашханәгә керәләр, төрле сувенирлар сатып алалар, аларны экскурсоводлар йөртә, Иделдә теплоходлар йөртә. Аквапарк, булар барысы да Татарстан бюджетына бик файдалы. Мондый мөмкинлекне бөтен дөнья татар конгрессы, мәдәният министрлыгы һәм башка бик күп оешмалар белән тыгыз элемтәгә керү булдырды. Безнең эшебезгә зур игътибар биргәнгә, ярдәм күрсәткәнгә бик зур рәхмәт әйтеп итәсем килә. İptaşımız, Kamil Efendi gençliğimiz ne zamanda o gençler arasında forma kilgani, uzun prestiji taptı, tur industriya, Hazina Tur degan proyekti bilan 10 yıl içinde o Başkastan territoriyasidan 100 mingga yaqin turistni уже qazab olib bitdi, olib kelib ketdi. Xayrli kun, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli Tatarstonliklar hamda butun dunyodan kelgan millatdoshlar. Mening ismim Kamil Sirajidinov bo'la. Men o'zim Boshqirdistonda o'sdim. Hamda endi o'quvni bitkachdan so'ng Hazina Tur degan agentlik uyushtirib jibardim. Tur agentство bilan tur operatorning oymasi narsada ekan sizlarga aytib kelib, агентстволар саталар продукты туроператоров, а туроператор, как мы создаем свой турпродукт, и наши турпродукты, наши направления продают уже турагентство. И на этом могу сразу сказать, что если кто хочет открыть свой турбизнес в регионах, допустим, турагентства, какие-то туристические группы отправлять в Татарстан, в Казань, Башкортостан или другие регионы, связанные с татарским миром, или заинтересованные вот именно российскими курортами, мы можем принимать ваших туристов, потому что у нас есть лицензии, у нас есть опыт, наработанный уже более 10 лет. Вот мы изначально из Уфы в Казань начали возить, то есть с одной группы учителей. После окончания вуза мне обратились учителя Туймазинского района Республики Башкортостан и сказали: ну, вы как-то связаны с татарским миром, с Конгрессом, не могли бы нам помочь организовать поездку в Казань? Я до этого не имел опыта в туризме, и я им сказал, да, шулайтып, бірінші турда шулай башлап жібердік, миңа бұл ұшады, һәм дә инде мына 10 ел ішінде Башқұртстаннан һәм дә қалған региондардан 100 мыңнан артық туристны, то есть более 100 тысяч туристов уже мы показали Казань, Татарстан, Булгары, которые сейчас и остров Грацияж расцветают благодаря усилиям руководства Татарстана, благодаря усилиям бывшего президента Татарстана Ментимира Шариповича. То есть, в свою очередь, мы используем вот это старание властей республики, то есть они с одной стороны поддерживают, развивают Татарстан, а мы это схватываем и уже на местах предлагаем готовый туристический бренд. И люди, конечно же, заинтересованы побыть в Казани, они очень, если мы начинали тур от 2-3 дней, сейчас уже развиваем 4-5-дневные турмаршруты и заселяем не только в отелях, допустим, высшей категории, потому что разные люди есть. Кому удобно заселяться в эконом-классе, им мы предлагаем эконом-сегмент. Кому удобно VIP-туры тоже есть. Если кому интересен именно наш опыт, открыть какие-то филиалы наши или свои туристические бренды, я готов с вами сотрудничать. Мы есть в Фейсбуке, ВКонтакте. В общем, рад сотрудничеству. Спасибо.
Ул безнең заманында тоже Татарстанда укып бетерде, Бөтендөнья Татар конгрессы аркылы. Бүгенге көндә Аллаһка шөкер ул безнең Бөтендөнья Татар эшмәкәрләр ассоциациясының Кытайдагы представителе булып эш итә һәм аңа чыгышын бирәбез. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле президиум, Ирак илләрдән, дөньяның төрле почмакларыннан кайтканбыз Казанга бергә очрашу, фикер алышу өчен бер җиргә җыелган барыгызга да чын күңелдән бөтен Кытайда яшәүче татарлардан кайнарлы сәламнар юллыйсым килә. Ассаламу алейкум. Бүгенге күбрәк өстәлне оештырган Бөтендөнья Татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясенә һәм аның башлаучыларына, рәисе Саттар Ахмедова Гарифулловна, Фәрит Язгаровна, чын күңелдән рәхмәтләремне әйтәсем килә. Һәм шушы Бөтендөнья Татар конгрессы съездын оештырган Бөтендөнья Татар конгрессыга да һәрбарчабыздан һәрвакыт рәхмәтләребез яңгырап торсын иде. Чыгышының темасы Бөек Ифәк юлында татар эшмәкәрлеге өчен яңа мөмкинлекләр. Һәм аның башлангычы инициатива булып, бер поезд, бер юл проекты тора. Моннан 2200 ел элек Кытай императоры сәүдә партнерын табыр өчен карван белән үзенең икътисади вәкилен Көнбатыш Европага җибәрә. 13 елдан соң Урта Азия илләрен узып, Көнбатыш Европага барып карван кире Кытайга кайта. Алар йөргән юллардан Бөек Ифәк юлы барлыкка килә. Күрәбез ки, индустриаль җәмгыятьтән постиндустриаль, ягъни мәгълүмати җәмгыятькә күчүп бетү сәбәпле барлык эш гамәлләребез компьютерләштерелгән. Еллар үткән саен икътисад зур үзгәрешләр кичерә. Кытай Халык Республикасында дәүләт органнары инде күптән әйтергә кирәк, беренчеләрдән булып электрон әйләнешкә күчте. Бүгенге көндә электрон сәүдә әйләнеше 80%-ны тәшкил итә. Кытай халкы кәгазь акча кулланудан әкренләп туктый башлады. Кесе телефоннары исә акча түләү системасын җайлаштырган. Телефон акча янчыгын алыштыра. Biz millettäşlerim сәүдә һәм финанс системасындагы әлеге революцион үзгәрешләргә әзер булырга тиеш. Замана технологияләреннән калышмыйча реал чынбарлык белән яшәргә вакыт. Шуңа күрә дә мин сезгә Кытай базар шартларына кирүнең дөрес юлын күрсәтергә телим. Биредә татар милләтенең зиялы кешеләре җыелган. Шәхсән үзем тамырларым татарларга барып ташуы белән, ата-бабаларым белән нык горурланам. Шуңа да мин Шэньчжэн мегаполисының Гуандong провинциясында Казан татар мәдәният үзәк компаниясын ачтым. Иң зур максатым Кытайда татар мәдәниятен, аңын, тарихын, география гадәтләрен, татар милләтенең бөеклеген һәм кабатланмас икәнен бөтен дөньяга яңгыратасым килә. Кытай Халык Республикасы хакимияте татарларга яхшы мөнәсәбәттә һәм барлык башлангычларны хуплап тора. Кайсы өлкәдә генә алып карамый, татарлар алдынгы урында. Укымышлы, зиялы халык булып санала. Уйлап карагыз, 3700 татарның 187-се профессор, галим статусын йөртә. Ифәк юлы тарихында татарлар мәгариф һәм сәүдә үстерүчеләр булып кирәк калган. Минем ата-бабаларым Кытайга беренче мәдрәсә оештыруга катнашкан кешеләр. Мәгариф һәм фән өлкәсендә тагын да үстерү мөмкин. Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин әфәнде ярдәме белән бер поезд, бер юл дәүләт программасы проекты нигезендә Ифәк юлы яңарыш кичерә. Ул Шанхайская организация сотрудничества илләре һәм Бердәм Евразия икътисади берлегенә табыш китерер иде дигән уй фикердәбез. Татар халкының иң хөрмәтле зиялы вәкилләрен бергә җыйган корылтайда минем катнашуымның төп максаты Шанхайская организация сотрудничества оешмасына кергән 18 ел арасында сәүдә икътисади элемтәләрне заманча технологияләргә таянып яңадан торгызу һәм ныгыту.
Biz bir millet balaları, bir millet vakilleri. Şuna da biz bu elintelerini nep bana yifek kebip nep asıl edip saklarga tiyiş. Özünüz bilesiz, yifek gil kullanmışta yürü turgan zatlı, sifatlı tukuma. Bizning aralar yifek kebip bulsun idi. İqtisad bilen birge tariximiz, geografik adetlerimiz, unutmuşa medeniyetimizni üstlerge tiyişmiz. Xitoy Xalq Respublikasında yaşayan milletperver olarak büyük İpek yolun üzmüşe buğundan buğunga tapşıra alsa, Tatarlarının derecesi halkara arendalarda targanda yukarı derecelerge yetken olur idi. Şahsen men her Tatar işmekeri bilen hizmetleşlik ederge hem bütün dünya Tatar işmekerlerine yerden gidiyor asosiyasyası arkalı Xitoy Xalq Respublikasında bugünkü bizim Xitoy Xalq Respublikası Prezidentinin efendinin inisiyatifi boyunca elbette hem bu inisiyatif degende bütün finansирование hem bütün akça bizim Xitoydan start bizim Xitoydan var. Bugünkü günde elege Один пояс, один путь boyunca 3 fond turguzulgan. Hem bu fondlarga özünün proyektlerini жеткирер için elbette bizge birden bulup işleterge gerek. Her vakitte birbirimizni saklap, birbirimizni yapılıp yaşarga nasip etsin. E'tiboringiz için biz rahmat. Orta Aziya İpek yolu deyimiz iken elbette memnunda Kırgızistan'dan gelgen milletleşmez yüz birgat iş bulaşanın Sadık Ildar Vahidoviç, Генеральный директор «Экономстрой» uyuşmasının iştirakçısı Темаша межторговое сотрудничество между Татарстаном и Кыргызстаном, проблемы и перспективы. Уважаемые члены президиума и уважаемые делегаты, мы, татары, проживающие в Кыргызской республике, всегда с неподдельной гордостью следим за успехами и неизменно высоким и динамичным развитием Республики Татарстан. Отрадно, что Рустам Нургалиевич проявляет поистине отечественную заботу татарским диаспорам и в рамках государственных визитов непременно уделяет особое внимание тому, что для привлечения инвестиций и укрепления межгосударственного сотрудничества необходимо использовать возможности соотечественников татар, проживающих за пределами Татарстана. На территории Кыргызской республики работает более 200 татар-предпринимателей, которые вносят вклад в развитие экономики Кыргызстана и в то же время стремятся налаживать взаимодействие с татарстанскими предпринимателями. Вместе с тем, между Татарстаном и Кыргызстаном торгово-экономическое сотрудничество остается на низком уровне, что отражается на объемах товарооборота и показателях экспорта продукции обеих стран. Так, по итогам состоявшегося в марте 2015 года в городе Бишкек делового форума Кыргызстан-Татарстан было отмечено о недостаточном использовании потенциалов наших республик в интересах развития деловых контактов и необходимости кардинального пересмотра и анализа. Уважаемые члены президиума, в целях установления новых направлений взаимовыгодного сотрудничества между представителями деловых кругов Татарстана и Кыргызстана как никогда сейчас становится актуализированным учреждение в городе Бишкек представительства Республики Татарстан, по аналогии других республик Средней Азии. Помимо этого, представительство одновременно будет инструментарием взаимодействия с отечественниками и оказанием им на регулярной основе всяческой поддержки в целях пропаганды татарской национальной культуры и проведения национальных праздников. Наряду с этим, в рамках представительства Республики Татарстан в Кыргызской республике будет выработана работа по установлению контактов и обменов учеными, специалистами, студентами и учреждениями. На сегодняшний день, 20 июля, был проведен форум в Кыргызстане, начался в Бишкеке в резиденции и закончился на Искуле. Был «Алайские цивилизации и общие народы», где Рустам Нургалиевич сказал, что на Иссыкуле будет создан дом, исторический дом культуры, и мы можем, на самом деле, в Кыргызстане все татары разговаривают без переводчиков. Поэтому Бигзур Рахман. Огромный привет из солнечного Кыргызстана. Хотел бы вас ознакомить с экспортным потенциалом плодовочной продукции Узбекистана. Один из самых быстро развивающих и перспективных секторов в Узбекистане – это рост производства плодовочной продукции за годы независимости. Значит, с 1991 года это 5,6 миллионов тонн,
на данный момент с 2016 в 3,5 раза. Это 19,7 миллионов тонн. Значит, перспективы на 2016 и 2020 годы рост производства на 40%. С 19,7 миллионов тонн до 25 миллионов тонн продукции. Это прогнозные объемы экспорта. Дальше у нас, значит, производственная база и инфраструктура. Значит, у нас имеется 160 тысяч фермерских хозяйств и заготовительных баз. Посевные площади по плодовочной продукции составляют 721,4 тысячи гектаров. 1300 холодильных камер и хранилищ мощностью свыше 800 тысяч тонн. В текущем году запланировано строительство и реконструкция еще 197 современных холодильных камер и хранилищ под плодовочную продукцию общей мощностью свыше 100 тысяч тонн. По транспортной логистике. В 2010 году на территории свободной индустриально-экономической зоны Наваи введены в эксплуатацию современные мощности по хранению плодовочной продукции в нейтральной газовой среде, которая затем международным авиатранспортом поставляется в страны Европы и Азии. В этих целях используются мощности интермодального центра логистики на базе международного аэропорта Наваи, находящего под управлением авиакомпании Корея Air. В этом году введена в эксплуатацию современная электрифицированная железная дорога Ангрен-Пап со строительством уникального в регионе 19-километрового тоннеля через перевал Камчик, который эффективно связывает регионы Ферганской долины с остальной частью Узбекистана. Ежегодно по этой железной дороге будет осуществляться перевозка до 10 миллионов тонн грузов, в том числе плодовочной продукции, предназначенной для экспортных поставок. Транспортная логистика представляет тарифные льготы и преференции на транзитные перевозки через Республику Узбекистан. Для организации системы эффективных автомобильных перевозок в Узбекистане успешно действует совместное предприятие с ведущим германским автоконцерном МАН и японской компанией Isuzu по производству современных грузовых и коммерческих автомобилей. По инвестициям и финансированию, с привлечением финансового и технического содействия японского агентства JICA, корейского Койка, германского КИЦ и других реализуются десятки крупных и значимых проектов по модернизации и диверсификации сельскохозяйственного производства, развитию сектора плодоводчества, модельные проекты по производству, хранению, заморозке, глубокой переработке и формированию эффективной логистической инфраструктуры экспорта. Значит, иностранные инвестиции и кредиты, значит, 163,5 миллионов долларов, кредиты банков 189,5 миллионов долларов, собственные средства 242,9 миллионов долларов. Значит, Узбекистан поставляет более 180 видов свежей и переработанной плодовочной продукции и поставляется на рынке более чем 80 стран мира. Атамир Баграмович, извините, пожалуйста, мы всю эту информацию получим, вы нам передадите. Вот конкретно с Татарстаном, с татарским миром, вот, в сторону... Первое, значит, действительно нужна логистическая состыковка, можно так сказать. Сейчас вот, предыдущие по один пояс, один курс, вот поэтому, да, и великий шелковый путь, он все полностью наш республика, можно так сказать. Второе, это действительно создание торговых домов. Торговых домов между двумя республиками. Вот. И третье, конечно, это дружественные, доверительные отношения между нашими республиками и нашей солнечной продуктов. Значит, у нас есть Гемадиева Резида Рафисовна, это Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. Значит, в этом направлении ведется огромная работа. Я хотел бы, чтобы она нас информировала и какие перспективы для нас в дальнейшем есть в этом отрасли.
Sizden itibarınızga Tatarstan Respublikasının investisyonu iş agentlığının işlendiğini takdim etmesi kile. İnvestisyonu iş agentlığına investorlar bilen için bir terezen принципі boyunca işleyip, hem bizim maksatımız bulup investorlarga uğaylı şartlar takdim etip, hem bize vakıfka sözülerle partnerlik münasebetleri kurduğu. Tatarstanımız resurslarga bay. Uğaylı geografik orunu arkasında Respublika güçlü şimal negizine hem infrastruktura tarmağına iyi. Munda yukarı boyutları jığılması sebeple Tatarstan en çok transport yeri olup duran, hem yukarı iktisadi aktiflikka iyi. Bunlarga neft kimyası, Arkasınarak avtomobil hem başka transferler kirer. Bu iş şiratında Tatarstan Respublikasının kolay yaşanan sabitini çıkarttı hem 2016 yılda 1,9 milyar so'm teşkil etti. Şolay bunu 2016 yıl neticelerine karaganda Tatarstan gününe $2 milyon ortak şirket investitsiyalarını jalb etdi. Şunu da aytib o'tirish kerak, 2005 yillardan Tatarstan investitsion klimat bo'yicha Rossiyada birinchi o'rinni olib turadi. Respublikamızın fənli öyrənmələrini həm biznesini alıb barı üçün dübəndəgi danlıqlı bütün dünya işmalarına qaldılar. Bunlarga Ford, Daimler, Mercedes-Benz, H&M, Bosch, Saint-Gobain, Kastamonu həm başqalar kirdi. Həm bu yoxdanlıqla tugul. Tatarsanda uğuşlu investitsion proyektləri üçün bütün kerakli infrastruktura da var. Maxsus iqtisadi zona Innopolis. Bu şəhərin ekosistemasının mühim ülüşü olub duran həm rezidentlərə biznesini yaxşılıqları üçün hem информацион телекоммуникация, электрон, медицина, нанохимия технологиялар өлкәсендәге проектларга үсеш өчен иң уңайлы шартлар тудыра. Алабуга махсус икътисад зонасы 2016 елда оештырылган һәм инвесторларга гомумән әзерләнгән сәнәгать, инженерлык, транспорт һәм таможня инфраструктураларын шулай ук салым һәм таможня льготлары тәкъдим итә. Алгарышлы социаль-икътисади үсеш территориясе. Төп бурычы булып инвестиция эшләрен алып бару өчен иң уңайлы шартлар тудыру мәсьәләләре буенча чаралар комплексы эшләү һәм яшаулы, алгарышлы социаль-икътисади үсеш территориясын үстерү белән бәйле чараларны гамәлгә ашыру тора. 2015 елның декабрендә Татарстан Республикасы инвестиция порталы өчен башлап җибәрде. Ул 11 телгә тәрҗемә ителгән, шул исәптән татар теленә дә. Сез анда ватаныбыз турында мәгълүмат, фотографиялар, видео яңалыклар, эшлек кубок агылар турында анонслар ала аласыз. Инвесторның проектлар тормышка ашырылган бүтән этапларында да инвестиция үсеш агентлыгы ярдәм күрсәтә. Бу эш буенча агентлыктан махсус киңәш органы эшләп килә, ул Татарстан Республикасының инвесторлар клубы. Тормышка ашырыла торган яки тормышка ашырылган проекттың инвесторы автоматик рәвештә клуб әгъзасы була. Бу эш чиратында профиль министрлыклар һәм ведомстволар идарәчелеге катнашында формаль булмаган шартта сорауларны хәл итәргә һәм мәсьәләләрне тикшерергә мөмкинлек бирә. Инвесторлар клубының утырышлары һәр вакытта уздырыла һәм күп очракта Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында уздырыла. Шулай ук ел сайын Татарстан башкаласында Россиянең һәм ислам хезмәттәшлеге оешмалары илләренең халыкара икътисади саммиты уздырыла. Бу чараның төп максаты инвесторларны җәлеп итү һәм гомумән Татарстан җумһуриятен инвестиция җәлеп итүчән буларак популярлаштыру. Шуны да әйтеп узыйк, бүгенге көндә Татарстан 153 чит илләре белән тышкы икътисади мөнәсәбәтләр алып бара. Siz үзегезнең таләпләрегезне Татарстан Республикасының инвестицион үсеш агентлыгына юллаасыз һәм без һичшиксез сезнең өчен Татарстанга килүегезгә һәм гомумән Татарстан белән элемтәне ныгытуга барлык көчебезне куярга әзербез. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Мен тагы бер кешегә бирәсем килә Татарстаннан сүзне. Акбарс банк безнең представителе монда. Безнең Акбарс банк инде ул Татарстанның дәүләт банкы буларак бик күп эшләр алып барыла. Шуңа Лилия Рустамовна, рәхмәтегез. Хәерле көн, кадерле дуслар. Здравствуйте, уважаемые участники 6-го Всемирного конгресса Татар. Такое крупное международное мероприятие, как Конгресс Татар, с каждым годом становится масштабнее, растет число участников, расширяется перечень принимаемых здесь проблем. Акбарс банк, как ведущий банк республики, по указу президента Татарстана Рустама Нургалиевича Миңнеханова оказывает различные формы поддержки предпринимателям татар в регионах Российской Федерации. Акбарс банк входит в 20-ку крупнейших российских банков по объему активов и собственного капитала. Присутствует в 27 регионах страны. Сегодня банк обслуживает более 3 миллионов частных лиц и свыше 80 тысяч корпоративных клиентов. Банк тесно интегрирован в систему гражданского сообщества.
и далеко вышел за рамки финансовой организации, которая заинтересована только лишь в прибыли. Мы поддерживаем проекты в области культуры, оказываем спонсорскую помощь при проведении крупнейших общественных, образовательных и спортивных мероприятий. Банком представлен широкий спектр продуктов для корпоративного бизнеса, удобными сервисами и введением новейших технологий. Партнерские программы открывают доступ к малому и среднему бизнесу к субсидированным программам, которые позволяют развивать бизнес. Банком разработана программа взаимодействия с агентами в целях комфортного и оперативного включения банковских продуктов, как открытие расчетного счета, оформление банковских гарантий и получение кредитов для развития бизнеса. Данная схема предусматривает выплату вознаграждения активным партнерам банка. Всемирная ассоциация содействия татарским предпринимателям и банк осуществляет на постоянной основе сотрудничество в рамках заключенного соглашения от 2016 года. Во исполнение перечня услуг по указу президента Татарстана Рустама Нургалиевича в пленарном заседании 10-го форума «Деловые партнеры Татарстана» был разработан Акбарсбанком индивидуальный тариф за расчетно-кассовое обслуживание, в котором предусмотрено бесплатное открытие счета и подключение ко всем остальным услугам. Тариф действует по настоящее время и на всей территории Российской Федерации. В завершение хотелось бы поблагодарить вас за внимание и пригласить к сотрудничеству с Акбарсбанком. Надеемся, что мы будем совместно с вами расти, развивать бизнес друг друга и становиться партнерами друг для друга. Наши телефоны контактные. Спасибо большое за внимание. Bizga siz berasım kela, bu ko'p yillar bilan bizning bilan birga Ayrat Efendi eksport Tatarstani, bu organizatsiya Tatarstan produksiyasi ko'pgina demaklarga chiqara. Shunga ko'ra Tatarstan degach Tatarstanning da ishchanligi sizga ko'rsatilganiga iltimos. Уважаемые дамы, значит, что хочется сказать, да, мне какого-то нет особого выступления, но я хотел бы на некоторые вопросы, которые здесь поднимались, может быть, как-то ответить, может быть, сказать. Да, пожалуйста, вкратце, четко, ясно. Да. Значит, система по продвижению продукции предприятий Республики Татарстан – это очень интересная система, и это основная задача нашей корпорации. Но это задача не только нашей корпорации, но и всех предприятий Республики Татарстан, а также Министерство промышленности и торговли, господин Пустайников здесь вот сидит, он перед вами выступал. Вопросы, связанные с инвестициями, это у нас государственный орган Гимадиева, Резида выступила достаточно хорошо. Понимаете как, да? Мы действительно с Владимиром Искаровичем работаем точно 20 лет, и мы вместе с ним переживали разные эпохи, когда наши предприниматели, татары из разных регионов приезжали. Если в конце 90-х годов, это была приблизительно, 20 лет назад, да, это была приблизительно такая история, да, дайте нам продукцию из предприятия Республики Татарстан подешевле, мы продадим, да, и будем использовать вопрос. Сейчас это называется меценатство, да. Раньше просто говорили, давайте мы там самосуд проведем на вырученные деньги на то, что... Затем, значит, в нулевые годы вопрос немножко поменялся, и предприятия приходили и говорили, а давайте вот крупнейшие наши предприятия, КамАЗ, особенно Нижнекамшина, мы будем дилерами. То есть мы, конечно, вопрос помогали, но, кстати, некоторые предприниматели татары, они как-то не подходили под критерии наших предприятий. Сейчас ситуация намного лучше. Безусловно, никто деньги на Сабантуе, как вот 20 лет назад, предприниматели не просят, деньги действительно люди зарабатывают сами, и это здорово. Значит, я хочу сказать, что наша корпорация, вот мне, кстати, можно я сейчас процитировать, да, господина Саттарова, который сказал приблизительно так: не будет инвестиций, не будет бизнеса, не будет меценатства. Вы не возражаете, да, что я вас цитирую? Поэтому, что я хочу сказать, наша корпорация, мы государственная, во-первых, то есть мы на 100% принадлежим правительству Республики Татарстан, представителю Министерства земельных и имущественных отношений.
мы оказываем такую комплексную поддержку, в том числе предпринимателям татарам по всему земному шару, в работе с предприятиями Республики Татарстан, а также продвижении продукции, вашей продукции в Российской Федерации. Мы вот за это беремся, мы говорим не только о Республике Татарстан. Я обещал очень коротко, поэтому я несколько примеров проведу. Для вас вы этих людей знаете, они из вашей среды. Например, вот про Киргизию, значит, вопрос поднимался, в Москву, Гульсина Апару, значит, все вы ее знаете. В марте месяце этого года она к нам в корпорацию привела двух бизнесменов, попросила, чтобы мы провели круглый стол. Я сам съездил в июне месяце, я был, значит, в Бишкеке мы провели круглый стол. И на самом деле, вот, ну, понятно, что я не хочу здесь никого обижать, по экономическому потенциалу Кыргызстан, конечно, не Россия, да? Это я так мягко сказал. Но тем не менее, мы, например, нашли несколько позиций, я готов их, например, озвучить, да? Очень хороший природный камень. Мы, кстати, я добавлю, да, мы очень много в республике занимаемся продвижением строительных материалов республиканских. Это значение Рустама Мукалевича, вот наша корпорация вместе с Минстроем Татарстана этим вопросом занимается. Значит, в Кыргызстане есть камень, значит, песчаник, ну, по-научному он травертин называется. В России его знают достаточно мало, хотя он есть. Вот гостиница «Беляр», кстати, там с третьего этажа фасад, значит, сделан из этого камня, но его в Казани мало, действительно, да. И я думаю, что вот с вашей помощью, да, вот здесь, наверное, люди, которые так косвенно связаны со строительным бизнесом находятся, мы готовы вот этот кыргызский материал, я говорю не о Татарстане, да, по всей территории Российской Федерации продавать. Ну, тема интересная, на самом деле, интересный камень. Кроме того, значит, в Татарстане после универсиады образовался целый пласт предприятий, скажем так, инжиниринговые компании. Это светотехнические компании в первую очередь, это климатическое оборудование. Мы вот готовы в ваши регионы, в ваши страны эту продукцию поставлять. Кыргызстан нам видится, например, в этом плане перспективно. Хорошо в этом году мы поработали с Ханты-Мансийским автономным округом, городом Сургутом. Город Сургут, ну, вы понимаете, да, достаточно много там денег, да, вот если вы знаете, в Татарстане порядка 30 миллионов, по нефти бывает чуть больше, да, там один Сургутнефтегаз добывает больше 60 миллионов, да, то есть вот в Сургутском районе, это вот город Сургут и рядом, да, очень много нефти, много денег. И, кстати, ребята не только сейчас на нефти живут, они начали развиваться, они приезжают к нам, перенимают наш опыт по созданию наших площадок, промышленных площадок. Были в Иннополисе, были Кикмастер, были Тельград. Значит, и вот сотрудничая с ними, в том числе продавая наше ноу-хау, да, мы вот видим это достаточно очень перспективно. Кстати, если кто-то хочет с помощью нашей корпорации попасть и начать работать в Ханты-Мансийском автономном округе, мы тоже можем помочь. Вот Фарид Искарович уже грозно стал, да, я буду, наверное, закругляться. Фарид Искарович уже... Ну, видишь, как друг друга хорошо понимают. Да, ну, там 25 лет да, не пропустишь, да. Фарид Искарович, единственную резолюцию я предлагаю добавить пункт, рекомендовать татарским предпринимателям более активно использовать потенциал корпорации экспортирующего по вопросу такой экономического. Дайте мне сразу, пожалуйста. Sizga Jurahmat. Alışımdan bir kup yıllar bu temada bizge yardımlaşmışlar. Her vakitte de açık kişi, her vakitte de bizim kabul edip yardımlaşıp şuna göre Jurahmat sizge her vakitte şuna tanışın. Nurlar garipmiş bir iki soru vardı. Вот по просьбе бизнесмена, то есть бизнес-сообщества, у нас Семена Ассоциация действия татарских предпринимателей, мы создаем такую вещь. Вот как то, что затронули технологии, портал, то есть татарскую торговую биржу, где вы каждый сможете зайти в интернете, ну, услуги, то есть это будет через ассоциацию, через Яскар осуществляться, может зайти, 12 позиций будет, там, промышленность, торговля, инвестиции, наука и так далее. То есть это вы узнаете и можете в этом участвовать. Ну, это такая новая вещь, которую мы сами создаем, сами программу пишем в рамках нашей ассоциации и будете работать. Ну, в рамках того, что вот выступили наши государственные люди, да, я хотел бы чуть-чуть попросить, чтобы нашему татарскому бизнесу, где существуют татары в регионах, да, относились более, ну, сказать,
более, наверное, внимательны, потому что татарский бизнес, он почему-то Татарстаном не так воспринимается, как татарский. Воспринимается, на самом деле, мы в эпоху капитализма живем, воспринимает, кто покупает, кому продает. Допустим, вот краем вышел, да, та шина. Шины производится столько мало, сколько КамАЗ только хватает. Просто даже его купить просто, надо за 3 месяца предоплату сделать, а потом ждать его. Мы не говорим ни о чем, мы не говорим об открытии татшины какой-то там, предстоит, нет. Есть торговый дом шина, который говорит, да я там открыл он в Волгограде, езжайте туда, а те говорят, 3 месяца ждите, пока у нас все это будет. Это татарам говорят. То есть ты не можешь заключить этого договора. Хотелось бы просто прямые договора иметь, не надо ничего. Прямые договора иметь, потому что дилеры, те, которые существуют у КамАЗа, в Волгоградской области, в Астраханской области, я уже не говорю про Чечню, да. Чечня, кстати, лучше всех обслуживает. В Чечне даже проблем нету. Но Волгоградская и эти областях, где и татшины, все очень тяжело. Юг России, да, он охвачен не так. Говоря о бизнесе, который у нас существует, да, частное партнерство, вы говорите, Резида Рафисовна, частное партнерство, она воспринимает, должно быть, вот как раз и Министерство промышленности, должно быть у нас взаимное обязательство. Мы на деловых партнеров Татарстана 2 года подряд обсуждаем о качестве продукции, поставляемой Татарстаном. О качестве. Мы платим деньги, предоплату получаем, тут же все ломается, ничего не знаем, вы купили, идите в суд. Но как мы, татары, должны друг с другом судиться? Если поставили нам некачественную продукцию, мы вам заплатили деньги. Вот эти моменты Рустам Нургалиевич сказал, нет, проблем не будет. У нас проблема. Почему мы должны идти в суды сюда, еще тратить деньги это делать? Зачем? Мы покупаем, вы нам обеспечите качество этого товара. Мы вас покупаем. У нас есть компании, которые 350 миллионов купили здесь, в Татарстане. А им говорят, пошел вон, суди сиди. Потому что некачественная продукция. Так нельзя поступать. Это не должно быть. Мы, татары, должны друг к другу бережно относиться, особенно в бизнесе. Тогда будет развитие бизнеса за Татарстаном. Татарстан будет основываться на этот бизнес. Он будет расширять свои... не только в Татарстан должны идти деньги, как вы говорите там, что только... там Сургут у них, да, своих проблем масса. Они у нас покупают и картошку покупают, у нас в Тюменской области, Сургут-Нефтегаз, и морковку покупают. Все покупают на юге Тюменской области, не где-то, а у нас там покупают, мы им поставляем. Но для этого должно быть вот это связующее звено, Татарстан, который гарантирует качество, надежность и деловые отношения. Рахмат. Қадірлі милләттәшләр, исәнмесез, мен сезне күрүгә бик шатмын. Без сезгә белән монда күрсәтүләр Атабайга барабыз, мәчетләр карыйбыз. Без сезгә күрсәтәбез инде югалган, инде истән чыккан татар атлары. Татар атлары кайчандыр булган билгеле. Бу 1000 еллар элегрәк. 1000 еллар Чингисхан вакытларында. Ләкин бу вакытта, хәзер вакытта татар атлары инде юк дип әйтергә дәрәҗәдә. Без шушы татар атларын торгызу, яңадан булдыру юл өстендә эшлибез. Менә бу эштә бик яхшы эшне башлап җибәрделәр. Инде Лениногорск районында Фәрит Нәбиуллин, Фәрит Басады. Фәрит, менә Фәрит безнең шушы атларны диябыз без Фәритнең фирмасында. Безгә бик зур ярдәм итте, айгырлар табу буенча татар атлары белән татар атын күрсәтегез әле. Аны күп кеше бик аңлап та бетерми дип булган татар атлары. Татар атлары алтын төстә, күп атлары Кытайлар менә Кытайдан бер җигет Рөстәм әйтте. Менә Кытайлар безнең атларны күп атлар дип атаганнар. Чөнки аны күреп торасыз, безнең айгырлар татар атлары алтын төстендә, алтын кояш төстендә, алтын комсут төстендә. Бу саловая масть дип аталган. Менә шуңа күрә күп атлары дип аталганнар. Менә шушындый безнең модельный тип татар атларының шушындый типтә булган татар атлары. Менә шушындый атларны без
Ferit bilen sizge kurşetirmiz. Şu şartlarga, tataratlarına atlanıp verirsiz, rahatlanıp bizge bu işte tamamda nık yerden bitemizinin yaptarını milletleşimiz Başkırstan'dan Hasan İcatulin, Hasan basalımına bizge aygır verdi. Buna degen aygır verdi. Buna şunun gelipler bulganda biz tataratların indi resmileştiririz. Allah bilse şu yıllarda çünkü elimizden tataratları tırgızılıpına kile, onun için dokument tizire gerek, ana yaplap çağa gerek, Moskova'da komissiya var, seleksiyonel desijeni şu komissiyalar. Bizge bu işe karşı duruşlar da var, da bizim Tatarlar arasında da, Başkırtlar arasında da çünkü biz Başkırt atlarından bu bizim Tatarlarını ayırırlar diyişler. Şuna göre, şu işimiz alıp beraber şu indi bizning indi poytaxtına atlarımız yılgan Ferit'nin firmasında onda indi 50-70'ga yakın atlar yılgan. Bizge gerek raslav için 100'den artık at başı gerek resmi rüşte birleştirici için Moskova'ya şu dokumentları ciberi için bu işimiz alıp barabız bilgili iş ekrim bara çünkü bir buğunu alu için atların bir 7 yıl gerek bir buğunu alu için. Bizge 5 buğunu alarak gerek Tataratların da raslav için şuna göre bizden bu bizden türlü Tataratlarının şulay urçuvu şulay atlarının urçuvu tabiga etkileri. Şuna göre ekrim bara lakin biz işleyimiz bu rüşte Allah bilse birinci yıldan Tataratların resmi rüşte biz rastlarımız Rusya Mısır'da hem indi hazır turizm meselesine gelgende anı için bizden atlar var. Ferit'te bile 70'ten artık Tataratlar var. Biz onlarla ipodromda da geliriz. Hayda bizden samantılar var. Şunda da alıp varız. Rahmetli Raul'da biz dileriydim bu işte siz de bu sağlık bizge bu işte tabanda ticaret var idi. Çünkü benim de Khabarovsk'dan çıktılar 6 aydan turist 6 aydan kursatken idaresinde Tataratları yokuydu. Belki onda da vardı Tataratlar çünkü koydan Tatarlar gelgenler Çingis Han bile koydan gelgenler. Onda her vakit Tataratlarının izleri gelinleri kalkan şuna göre biz tümenden de izlerine mümkün şunday atların bulgan atları bizge haber ettiğiz. Biz bu atlarını ciyabız bizge Tataristan devleti buluşa akçalar da hem bizden boşlayamayız ya satıvalarımız ilk dilerim bu işte bizge buluşsanız. Çünkü biz iki uşu güne Tataratın bulduğu bir zimin tügür. Şuna göre biz yerden tutarız. Kilgen bulgan mene Kozan'dan Tura Pirahtır. Ayrat Dabru Hakiviş, Nurmahamed. Değerli gün cemaat, benim ismim Ayrat. Нәрсе Сергей Селясыкиля. Я представляю туроператора «Загадки Казани». В этом году совместно с исполкомом Всемирного конгресса татар и Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму нами велась работа по составлению экскурсионных программ для татарских общин, проживающих вне территории Республики Татарстан. Я думаю, вы согласитесь, что представители национальных общин являются особенными туристами, которым нужен особенный подход. Именно такой целью сделать особенную программу, предназначенную специально для татарских общин, мы и задались. Такой продукт у нас готов, там есть 3-дневный тур, 5-дневный тур. И я постараюсь вкратце, тезисно рассказать, на чем мы сделали акцент. Здесь вот чуть-чуть я задержусь, так как экскурсовод, наверное, это львиную долю успеха туристического продукта, тура. И мы можем сделать хорошее питание, продумать логистику, экскурсионную часть, автобусную, пешеходную, но душа экскурсионном жанре это у нас гид. Поэтому здесь у нас особый подход, и мы стараемся под каждую тургруппу здесь подобрать квалифицированного специалиста. Дальше у нас халяль питание и национальная кухня. Думаю, здесь останавливаться не стоит, всем предельно ясно.
проживание в атмосфере татарской культуры. В Казани достаточно предложений по размещению под любой бюджет. Это может быть хостел, это может быть отель 5 звезд. Также мы предлагаем возможность сделать проживание нестандартным, а погрузиться в атмосферу татарского народа и организовать проживание в старой татарской слободе, в том числе и в старинном татарском доме, чтобы больше погрузиться в атмосферу, национальную культуру, колорит. Далее у нас экскурсионная программа, важная часть. Здесь и Казанский Кремль, это жемчужина Казани, и мечеть Марджани, Кулшариев, Ярдам и другие. Великий Болгар – это столица Волжской Булгарии и место принятия ислама нашими предками. Старо-татарская слобода, татарский уголок Казани, где участники посетят старейшую каменную мечеть города. Спектакль в Татарском драматическом театре Галяскара Камала на берегу легендарного озера Кабан. Деревенское заказание, старинный городок Арск и аул Кырлай, связанные с именем татарского Пушкина Габдуллы Тукая. Агропромышленный парк Казань, где можно приобрести фермерские национальные продукты, мед, козлы и многое другое. Ужин с национальной музыкальной программой, музеи, рассказывающие об истории татарского народа, музей тысячелетия, музей Тукая, отдел рукописей и редких книг КФУ, где покажут старые татарские азбуки и издания на татарском XIX века. Соответственно, подводя итог, мы бы хотели, чтобы татарские общины узнали о том, что есть экскурсионные программы, составленные именно с учетом их интереса. Мы готовы сотрудничать с вами по этому проекту. Здесь на экране вы видите наши контакты. Чуть позже я еще раз дам вам буклеты, с вашего позволения. И что хочется сказать? Рахмат Алсун Сүзишин, бөтенебезгә безнең эшләрдә бәрәкәт булсын, хәерле юллар, хәерле эшләр, Казанда рәхим итегез. Рахмат Алсун. Просьба чуть-чуть потерпеть. Самый главный вопрос. Земельный вопрос. Земельный вопрос сегодня стал для нас как нация ребус. Это вопрос стратегический. Эту тему мы до сих пор нигде не поднимаем. И думаем, что все так, как есть и останется. Я умом понимаю, что многие вещи делаются бесшумно. Деньги шума не любят, говорят. Эти процессы семимильными шагами у нас происходят. Но дифференцируя капитал, она дифференцируется в России, мы прекрасно понимаем, малый и средний бизнес постоянно оседает. Сколько ему говорят помогаем, помогаем, а он тем больше оседает. Значит, система закрывается. Из наших сел уходят люди. Татары на селе, на земле, в селах остались всего 25%. 75% в городах урбанизированы. Это хорошо или плохо, я не скажу. Но я умом понимаю, что в России каждый день 2-3 деревни исчезают. Нет человека, нет хозяина. Пустота уже. А природа пустоту не любит. Татарские села, 70-80% в основном татарских сел, проживают пенсионеры. 10-15 лет, и многие села могут исчезнуть. А это социальный институт всегда обеспечивает татарской нации традициям, обычаям и культурой. Значит, человек без земли, он не хозяин. Он народ, население, может быть, даже, грубо скажу, дешевый рабочий силы. Есть у тебя квадратметр земли, ты хозяин этой земли. Нет его, ты дешевый рабочий силы. И сегодня у нас по линии исполкома Всемирного конгресса татар сформирован новый проект. Краеведение. История татарских сел России. Их более 4000 с лишним в России. Более 1000 книг уже написано энтузиастами, краеведами, татарами. Сами написали, сами нашли деньги, сами издали, собрались в Казани, организовали эту организацию. Иногда мы смотрим на этот вопрос просто как изучили историю татарских сел. Ни в коем случае. История татарского села – это земельный вопрос. Это вопрос буквально 10-15 лет просто будет стратегический.
И поэтому я сегодня эту тему хотел раскрыть немножко, но наш профессор Шайдулин Рафаэль Валерьевич заболел. Бывает так в жизни. Он как раз профессионально, научно занимался этим вопросом. Но среди нас есть еще другой профессор, наш преподаватель, известный краевед Бурганов Альберт Афандер. Значит, вы его многие знаете, он во многих регионах бывает, работает. Значит, буквально был в Курганской области, Челябинской области, значит, работает с заками Татарстана. Я буквально даю вам 5 минут слова. Постановка вопроса очень конкретна. Есть краеведы, есть предприниматели. Мобилизуйтесь и издавайте истории татарских сел, где вы родились, где вы проживаете. Это паспорт для того, чтобы в дальнейшем работать с земельным вопросом. Birinchidan sizni qozonda saylamayman. Bunday zo'r kongressning 5 yil sayin tatarlar bizni kelib turadi. Qozonda masalan Farid afandi aytgancha bizning men zo'r avtobot ishlarga ketganim vaqtda olg'ach baytam qaysi vaqtda Буквально 5 минут. 5 minut oladi. Shulay. Значит, mana biz Tataristonda biz tatar xalqini tarixga suv solamiz. Shunaq bizning mana leksiyalar uchunda birinchiroqda biz ko'proq chet ellarning Rim, Gretsiya tarixini o'rganib, lekin o'zimizning subyektlarini tatar xalqining tarixini o'rganmay turgan edik. Rahmat Allohga, ko'pdan turgan bizning Tatariston Sharafuddin Marjani ismidagi tarix institutida 7 tomli kitobchada sizlarni tanishtirib ko'rsangiz, elektron versiyasi da bor. U yaxshimi, nacharmi, birinchi andi kitob. Hali ruslarda andi kitoblar yo'q. So'nggi vaqtda bizning Tatar kongress orqali ham bizning institut ham akademiyaning boshqa institutlar orqali yangi proyektlar chiqdi. Tatar ovullarini o'rganib. Nega tatar ovullari? Birinchi etapda biz Tataristonning tübeklerin mahsus ürünü mesela Kazanartı, Tavya ve Önçülüş Tatarstan şundan sonra çıkacağız Rusya boyunca, Rusya Tatar tübeklerine tam o işini alıp baracağız. Niye Tatar avul gerek? Bana Tatar avullarını öğrenmede bir neçe Türkmenistan iş. Birinciden galimler, tarihçiler, türlü yönelişte. İkinciden bu tübekçiler, Menelik'ten Gümrah Kazan'da biz tübekçilerini jıyıp, bütün Tatar tübekçiler cemiyeti tüzüldük. Bu iş başlandı. Tatarstan'da, başkasında hem başka tübeklerde. Bu iş baracakta. Şundan sonra yine üçüncü bizim her vakit bu жили hükümet, местная власть. Они всегда помогали и поддерживали. Но в этой ситуации, в этой ситуации в это дело еще стали активно вмешиваться и бизнесмены, меценаты. Во-первых, многие меценаты стали сами писать истории, то есть они становятся краеведами, даже учеными. Вот сегодня вам показали книгу, двухтомник Облязова, как бы мы не говорили, это большая история, но краеведение тоже занимается и меценатом. И во-вторых, третьих, заменяет фактически властных структур меценатом. Вот недавно буквально, я в ряде мероприятий бываю, в том числе в Башкортостане фактически, недавно прошла конференция, которая Сабантуй, она может со временем стать фестивалем на берегу Сабантуй, на берегу реки Иг. Фактически, казалось бы, это должны провести власти, но в данный момент эту работу провели меценаты. Во-первых, они прекрасно провели сам праздник Сабантуй, организовали татарскую историческо-этнографическую деревню, заниматься будут историей. Аналогичная работа проводится в многих регионах. Это вот три группы. Во-вторых, хочу сказать, при исследовании истории населенных пунктов особое внимание, вот если взять книги, которые выходили по истории населенных пунктов, никогда практически не было древней части. Начинается обычно 19 век, 20 век, и все говорят, мы такие. Но древняя часть. Поэтому в первую очередь необходимо провести исследование нескольких направлений. Это объекты историко-культурного наследия. Первый. Это археологические памятники. Те памятники, которые исследовались на территории регионов Российской Федерации, Татарстане, Башкортостане и других, памятники многие исчезли и уничтожены. А среди них очень много памятников Средневековья. Это татарские. Второе направление – это кладбища. Вот изучение кладбища это очень важно, потому что там написана фактически вся история. Когда деревня произошла, кто там жил, какие люди похоронены.
Я сейчас долго не буду, к сожалению, на могильные плиты уходят. Третий объект, это очень важно, это объект архитектуры. Это мечети, медресе, которые остались тоже на беречь и изучать. И четвертое, промышленные объекты. Например, на территории Сармановского района, Муслимовского и Советского района прекрасные вот объекты, можно их использовать в туризме, сохранились вот эти объекты. И еще один момент, я что хочу сказать, это деятельность должна быть наши несколько направлений. Первое, это изучать, то есть это провести какие-то исследования, собирать материалы в архивах, экспедициях и так далее. Дальше в обязательном порядке проводить какие-то конференции, изданием книг, вот это направление. Дальше распространять это в школах. Потому что исследование истории села, если история села есть, если история существует, она будет существовать. Второе, это сохранять то, что имеется. И третье, это изучать, использовать, то есть в туризме воспитание молодого поколения. И последнее, все, что я хочу. Когда Фарид Афенди со мной соглашается, я с ним тоже на эту тему говорю, когда я бываю в районах, всегда говорю руководителям районов, что вы все должны хорошо знать свои истории. Если вы будете знать свои истории, то можете опираться. Вы здесь всегда жили, как жили и так далее. И любить свои земли будете. Второе, это владеть своей землей. Не только земля должна пустовать, она должна работать. Надо эту землю любить, его обрабатывать и так далее и тому подобное. И третье, Фарид Афенди со мной всегда соглашается, мы с ним это тоже говорим, очень важно сейчас борьба за воду. Вот в Татарстане в прошлом году была год водоохранных объектов. Это очищение воды, чистая вода. У нас очень много при исследовании истории. Необходимо обратить внимание на такие вещи, святые места, как родники, как озера, как реки и так далее. Их происхождение, название и так далее. Многое объясняется благодаря изучению названий сел, можно изучать историю народа. И последнее, это подготовка сохранения людей, то есть село. Это потенциальные кадры. Если в селах остается молодежь, если существует школа и так далее, будущее села есть. Естественно, нужно восстановить рабочие места. Вот в последнее время актуальным становится такое понятие, мы буквально в Ознакаево проводили конференцию на тему, значит, исчезнувшие села. Дело в том, что в свое время, в советский период особенно, в ходе строительства водохранилищ, в ходе укрепления городов, строительства новых городов, многие села исчезли. И вот сейчас идет обратный процесс. Возвращение внуков, тех, кто откуда-то уехал, если сохранились места этих сел, возвращение в это село. И восстанавливается здесь фермерское хозяйство, начинает строить дома и так далее и тому подобное, дачи и так далее. И второй момент, очень немало сейчас сел, которые фактически исчезают. Школа закрывается, музеи закрываются, магазины закрываются. В этих селах тоже сейчас очень важно возвращение некоторых меценатов, бизнесменов приводит к оживлению. Завершается. И последний пункт. Мы очень мало изучаем татарскую историю в городах. Это тоже очень важно. Спасибо за внимание. Arkadaşlar kolay gelsin. Ben bugün söyleşim buraya birlikte getireyim. Bizim Sergey Evgeniç aytdı, sizin takdimleriniz bulsa, Tatarstan bilen, Kazan bilen, tur industri ülkesindemi, biznes ülkesindemi bütün informasyonu alanın portallarına, saytlarına gideri alsanız idi. Ana elementarına kirip paraga bula, Departament Turizm Respublika Tatarstan. Aynen. Şuna göre sizden informasyon gidip alabız. Biz bugün bizim için bir kadiye bir açıkladık. Aralaşım için bizge informasiya gitmeyken. Не хватает информации, мы друг друга не знаем. То есть не зря сегодня собрались. Значит, по итогам нашего заседания круглого стола или дискуссионного клуба, значит, конкретные 8 точек определились в виде резолюции. Бirincisi, bizde yetim balalar yok diyen Tümen ülkesinde yaşayıp yönetilen благотворительный fondunu Tümen ülkesindekine değil, RSA kulen bana iştirgak gerek diyen rezolüsiya bir fikirine kırdıratılıyız. Siz karşı değil mi? Yok. İkincisi, Единение Татар, Международный фонд, Tatar medeniyetinin, kültürüsün, özümüzün heroylarımızın, özümüzün selahatli kişilerimizin, Hüseyin Turhan birinci Tatar filmin işlev yönelişinde yardımlaşırga diyen punktını тоже kırtırga kuşa. Nurullah Garifuş sizge bu turda bir motor informasyon bildi. Karşılar yok mu? Yok. Rahmet. Üçüncüsü, bizim bunda yaşayıklarımız kimde IT teknoloji, interaktif oyunlar Tatar dilinde. Siz görüp durasınız. Bugün bu bizge en gerek elbetlerin instrumentlarının birisi. Biz Tatarstan Mağarib Ministerliğine
müracaat etirgen işimiz. Buna şu yönelişte işini devam etirgen. Kimlerdir biznesmenler var iken, onlarını elbette bu şenlikte çağırırlar. Daha dörtüncüsü, buna bu история татарской сел, это bitti, Albert Efendi. Bu tema sam dili pek aktual, pek серьезный tema. Tatarın bugünkünde iki pek серьезный teması var. Birincisi Tatar dilinin yaşayışı, как механизм коммуникации, формирования коммуникационной системы. İkincisi jir probleması. Buna göre ben uyuyorum Tatar oğulları tarihi yazı temasını zordan buyurga, предпринимательlerle mücadele getirerek gelecekte şu Tatar oğulları tarihlerin, tübekleri, şehirlerdeki Tatar kültürüsü yazganda şu kreditlerine yardımlaşu turunda. Çünkü bunu işleyen kişi, o batır kişi, hem şundan da özümüzün tarihimizni bilmişi, alga gitmiş daha iyi bulmaz. Beşinci, bunda bir matur ettiler, brand diyen sözünü kullanılan Türkiye'yle bugün. İşlersin. Tatar atları teması, biz oradan buyurgan deyişimiz. Tatar atlı bulgan deyiş. Если bizim Tatarstan prezidenti Tatar atı var iken, hani işlem benim Tatar atım olmaz kat deyiş. Hani işlem sizin Tatar atım olmaz kat deyiş. Her bir Tatar atlı bulgan deyiş. Bu ne yana bir yer. Значит, kandidat ki bizge Krasny Sadik diyen bir matur ne çıktı batırdı. Brand buraya gitti. Buna bu brandın mıdavını napolun sığıracak. Buna bu temindağın kırtağımız. Altıncısı Tatar Tur. Bana bizge Kırım yigitleri işlep verdiler. Millettaşlarımız. Tatar Tur 11 Yunanistan turatırgan Tatar medeniyetine, Tatar tarihine bağışlanan hem Tatar dünyasının horizontal ilintelerde şu medeniyet hem tarih izinde bir şirket tüzü mekanizmi. Kim dirayte sabah paylaşmışında elektriğe gerekti. Kim dirayte buna forumlarını, bizim biznes turlar bulgat diyiş, başka turlar bulgat diyiş. Şu an buraya bu temanındaki Tatar Tur proyektinin bizim Rizali sekreteriz. Hem tabi bir Nurullah Gariful şehit bitti Tatar Setargol Birja. Hazır bir güne minut, ben bitireyim. Anasım birabız. Tatar Setargol Birja. Elbette biz aklımız bilen varımız dağılmıyoruz, biz makilip trendik. Hani kişiye yasarga kire gidildi. Ama lakin bugün bu format ülgürüp gile, bu arağız kadar bu temada aktif olurga, elbette her bir tübeklerden 3 kat üstte Türkiye. Ayrım birem tügül. 5-6 biznesmen çiğli bağlığız. Fikirlerinizin toplağız. Hem özünüzden bu Tatarski Targol Birja'da özünüzün işçilerinizden çıkıyorsunuz. Konkret takdimler bilen çıkıyoruz. Bu temada koyarız. Hemen Aydar Yıldar bizge 8.sini takdim etti. Bu bizden Tatarstan'ın eksport kampanyası bilen Dağız Kılıçada turup gelecekte işlerge nidavında koyarız. Kim şu zasnovu şu takdimler bilen riza, kul küterge kuşam yakmetiniz. Kimler zasnovu, karşılar, bir taraf yok, takdim başkasına. Ko'pgina chiqishlarda millatning kelajagi oğullar bilan deyiladilar. Shundan da qizg'acha qarshi oğullarimiz bitta ham millatning da kelajagi oğullar bilan deyli. Mening taqdim bizning siyezda shunday murojaat qilib Rossiya yetakchilarini kelasi yillarning birsin oğullarımızı saqlab qolib ham o'stiruv yili deb e'lon etilgan. Ruscha xabarlayim обратиться к руководству Российской Федерации от имени съезда, объявить один из последующих годов годом развития и сохранения села. Это будет не только для татар, это актуально и для башкир, для чувашских, для самих русских даже, потому что только в селе сохраняется национальная культура.